Уважаемые коллеги, мы приступаем к работе площадки, которая называется «Психолого-педагогические аспекты организации инклюзивного образования в системе общего образования». У нас такая площадка про передовой педагогический опыт реализации идей и принципов содержания инклюзивного образования. Жизнь несла свои коррективы. В прошлом году у нас не было возможности собраться онлайн, но зато в этом году мы работаем с вами непосредственно в аудитории. У нас есть онлайн-подключение, и у нас есть те, кто находится сейчас не с нами, но наблюдает нас и будет выступать непосредственно по интернет-связи. У нас самая большая многочисленная площадка по выступлениям, и это не может не радовать. Это говорит о том, что инклюзивное образование в Республике Коми перестало быть инновацией, и есть уже тот опыт на уровне образовательных организаций, который республика готова сегодня обсуждать и на республиканской площадке, и делиться на всероссийском уровне и так далее. Это очень здорово. Я бы хотела представить экспертов, которые будут работать сегодня на нашей площадке, активно поддерживать дискуссию, которая, надеюсь, у нас состоится, потому что целью нашей с вами встречи является не просто объединение профессиональных усилий, но и принятие определенных решений по дальнейшему развитию общего инклюзивного образования. Поэтому помогать нам в реализации ведения площадки будут следующие эксперты. С большой теплотой и уважением представляю преподавателя руководителя Центра инклюзивного сопровождения Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени Куратова, человека, который знает всю дефектологию не понаслышке и сам работает всегда на передовой, президент Ассоциации дефектологов Республики Коми Елена Тимофеевна Бугаева. Следующий эксперт, у которого огромное количество регалий, но при этом это очень скромный человек, безумно творческий, талантливый. Вы можете эти регалии посмотреть непосредственно в программе. Я могу сказать, что это магистр инклюзивного образования, который реализует идеи инклюзивного образования еще до того, как они появились у нас в Республике Коми, который продвигает эти идеи на международном опыте, российском, республиканском, который знает инклюзию со всех сторон, и как мама прежде всего, и как общественный деятель, человек, который писал магистерскую диссертацию и разработал целое положение, проект закона об инклюзивном образовании в Республике Коми, это Данилова Екатерина Андреевна. Отправной точкой маршрута ребенка в инклюзивном образовательном пространстве является заключение ПМПК. Психолого-медико-педагогическая комиссия – это тот орган, на котором возложена колоссальная ответственность за то, что будет происходить с ребенком в процессе его социализации и образования. То, что касается сбора информации, психолого-педагогического сопровождения, деятельности психолого-медико-педагогических комиссий. Я очень рада представить вам специалиста Центра психолого-педагогического информационно-методического обеспечения Сыктывкара, директора этого центра, Сборнову Наталью Владимировну. Очень прошу экспертов активно подключаться к обсуждению тех выступлений, которые будут у нас сегодня. Мы будем соблюдать последовательность согласно программе. И я, как модератор, вынуждена всем выступающим напомнить о регламенте выступлений, поскольку у нас произошли некоторые изменения непосредственно в программе выступающих. Регламент выступления у нас будет 10 минут. После 10 минут я буду вынуждена остановить выступающих, и мы будем переходить к обсуждению тех вопросов, которые будут подниматься в выступлении. Итак, мы начинаем работу нашей площадки. Первым, кто будет открывать выступление наших педагогов, получившие опыт инклюзивного образования. Это у нас начальная образовательная школа номер 23 города Ухты. Козырева Елена Юрьевна расскажет нам о путях решения по созданию условий для инклюзивной практики в муниципальном образовательном учреждении начальной образовательной школы номер 23 города Ухты. Пожалуйста, Елена Юрьевна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я руководитель, как уже сказали, директор муниципального общеобразовательного учреждения начальная общеобразовательная школа номер 23. Работает уже, да? Спасибо.
Занимаю эту должность с 10 сентября прошлого года учебного. До этого я работала руководителем дошкольного учреждения, и вот волею судеб меня вот направили сюда. И наша школа находится рядом с лесным массивом, находится на краю поселка городского типа Ярига. Образовательная организация реализуется программа общего начального образования и программа дополнительного образования детей. Сегодня в школе обучается 355 детей, 17 класс комплектов, 2 класса для детей с ограниченными возможностями здоровья, 1 класс обучается по адаптированной образовательной программе начального образования для детей с задержкой психического развития, и есть класс, который обучается по адаптированной образовательной программе для детей с умственной отсталостью. Всего в этих 2 классах обучается 11 детей. Также в школе есть 3 ребенка-инвалида, 2 из которых не имеют статус ОВЗ. 4 детей обучаются по индивидуальному учебному плану. Сегодня я хочу представить опыт работы школы по созданию условий для детей, имеющих особые образовательные потребности. То есть мы поговорим о том, как мы, школа, идем от опыта интегративного образования к опыту инклюзивного образования. Проведение в жизнь идеи инклюзии, изменение образовательной практики в соответствии с принципами инклюзии – сложная задача. Надо иногда напоминать. Идея включения требует от нас не только включить, но и включиться в процесс взаимодействия с другими, научиться быть открытыми для общения, видеть необходимость своих изменений, уметь принять особенности и отличия других людей. У школы уже был опыт работы с особенной девочкой с тяжелой формой детского церебрального паралича и еще с глубокой ментальной инвалидностью, которая обучалась по индивидуальному учебному плану на дому, а в школу ее привозила мама для занятий с педагогом-психологом и учителем-логопедом. Но если было необходимо, то специалисты выходили к ней на дом и работали с ней. То есть школа всегда открыта и идет очень гибкая, да, к тому, чтобы адаптироваться к потребностям ученика. Также девочка присутствовала на некоторых общешкольных мероприятиях, когда мама считала нужным, чтобы девочка была здесь. Школа тогда установила самый простой, примитивный, простой деревянный пандус для доступа инвалидной коляски в школу. То есть осуществлялась такая частичная интеграция, да, ребенка в образовательное пространство. Девочка успешно выпустилась в 2019 году для обучения на следующую ступень, на следующей ступени образования. То есть мы только выпустили такую девочку, а 1 сентября 2019 года к нам в школу поступила ученица в 1 В-класс Полина Попова, учащаяся с заболеванием опорно-двигательного аппарата в инвалидной коляске, не имеющая статус ОВЗ. Основной задачей семьи и администрации школы стало как можно быстрее помочь ребенку жить полноценной жизнью в школе и создать для этого комфортные условия. Мы поняли, что необходимо в первую очередь что обеспечить? Да, архитектурную доступность, доступность к образовательным ресурсам, да, и обеспечить социальную адаптацию. В обеспечении безбарьерной среды в школе уже проделана определенная работа на этот сегодняшний момент. Уже к концу осени 2019 года за счет муниципальных средств и поддержки управления образования нашего был оборудован пандус. Совместно с Коми-республиканской организацией Общероссийской организации Всероссийского общества инвалидов ведется работа по оснащению конкретного ребенка особыми приспособлениями для обеспечения специальными средствами обучения. Зимой этого года доставлен специальный ученический стол. Год назад уже составлена смета объемов работ неравнодушным профессионалам, которые имеют большой опыт работы по адаптации помещений для детей с особенными образовательными потребностями для участия в программе социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения. То есть мы решили принять участие в программе «Народный бюджет». И к большой радости мы вошли в число победителей на реализацию в 2021 году.
мы уже начали его реализацию. Надо сказать, что наш проект по созданию условий для полноценного включения детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в образовательное пространство очень поддержали неравнодушные жители нашего поселка и собрали на софинансирование проекта, ну это одно из условий, да, народного бюджета, около 50 тысяч рублей. Эти средства нам помогут в реализации всех наших идей, мы надеемся. На сегодня уже составлена смета и закупаются необходимые материалы, да, то есть мы понимаем, что пока идет образовательный процесс, мы не можем начать стройку, и как только он закончится, да, мы уже непосредственно приступим, чтобы 1 сентября у нас все уже было красиво. Ну, задачи проекта нашего, они видны на слайде. Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить качественное обучение детей, реконструкция путей передвижения внутри здания. Ну а что конкретно? Конкретно это установка пороговых резиновых пандусов внутри здания и реконструкция санитарной комнаты, адаптированной для маломобильных групп населения. Но этого недостаточно. Работам на этом не остановимся. Что же мы еще хотим? Мы надеемся на оснащение системы управления для автоматического открывания входной двери, чтобы девочка без посторонней помощи могла приходить в школу. Мы хотим откидной пандус в переходе у нас к спортивному залу. Ну и, конечно, знаки доступности, тактильные таблички для того, чтобы это была перспектива на будущее, пока есть такая вот сейчас вот возможность с этим народным бюджетом. Что мы ожидаем от проекта? В первую очередь, конечно, создание доступной среды в пространстве школы будет иметь долгосрочный, да, позитивный эффект для уровня качества образования детей, оптимизация современной образовательной инфраструктуры, включение детей-инвалидов в школьную жизнь, социальные мероприятия, что заложит фундамент их дальнейшей успешной социализации. Активное участие детей в конкурсах, выставках, конференциях и так далее, их успешная интеграция в общество, развитие их творческих, интеллектуальных способностей. Более тесное и плодотворное взаимодействие с нашей Ухтинской городской организацией КРО-ВОЕ, да, в плане просвещения, проведения совместных мероприятий для участников образовательного процесса, привлечение родителей, детей к проблемам инвалидам, что создаст условия для развития их толерантности, желания оказать помощь, принять участие в различных мероприятиях. И вообще я рада, что могу участвовать через работу нашего инклюзивного проекта в изменении мира и школы в лучшую сторону. Мы начали работу по созданию комфортных условий обучения ребенка-инвалида для того, чтобы конкретный обучающийся мог посещать школу и пользоваться всеми имеющимися в распоряжении образовательной организации специализированными кабинетами, сенсорной комнатой, логопедическим кабинетом, кабинетами психолога, актового зала, столовой, библиотеки, спортзала и так далее. Безусловно, дети должны учиться вместе. Невозможно ничем заменить общение детей друг с другом, им это просто необходимо, тем более, как пока дети еще маленькие, да, и тяга, когда они меньше еще чувствуют свою ограниченность, это очень важно. Сегодня наша цель – это полное включение Полины в обучающее пространство. Именно инклюзивный подход мы выбрали для того, чтобы в отношении конкретного ребенка. Он предполагает понимание различных образовательных потребностей и предоставление услуг в соответствии с этими потребностями через более полное участие в образовательном процессе. Полина полностью на сегодня так вот погружена в обучающее пространство. Девочку, конечно, приводит ежедневно в школу мама. И пока Полина учится, она уходит ненадолго по своим делам, доверяя дочь нам школе. Это огромная ответственность. Полина в школе ничем не отличается от своих сверстников. Она очень общительная, открытая, добрая, очень ответственная и обязательная. У нее есть подруги, дети в классе с удовольствием помогают ей, если у нее возникают трудности передвижения по школе, а на сегодняшний день они возникают. Она посещает курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование, детское школьное объединение «Хор», изо-студию, участвует во многих конкурсах, имеет победы в них, особенно удаются ей творческие конкурсы. Учится она на 4 и 5, она у нас хорошистка. Все это дает свои плоды. И тут на самом деле далеко не все грамоты, это то, что мы в ускоренном режиме смогли представить вам сегодня.
Благодарности за хорошую учебу. Это сейчас она во 2 классе. Участник школьного турнира по шашкам, лауреат городского открытого фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями «Теплый ветер», участник различных творческих конкурсов муниципального и школьного уровня, участник Всероссийского дня бега «Кросс нации». Да, не удивляйтесь, она вышла на стадион и вместе с детьми, дети бежали, она ехала на коляске, мама ее сопровождала. Мы Елена привыкли, Юрьевна, что... Елена Всё, Юрьевна, да? спасибо большое, да, за ваш опыт. Ну вот, к сожалению, Да, регламент всё, ограничен. извините. Это как бы можно на будущее Конечно. за 1 минуту предупреждать выступающего, чтобы как-то мы могли... Хорошо, Спасибо. хорошо. Елена Юрьевна, у меня сразу можно вопросы? Конечно. Все, что я не успела сказать, я все равно А скажу. у вас, получается, вы руководитель образовательной организации, начальной образовательной школы, Да. я правильно понимаю, Да. да? А вот дети, у вас сложились определенные традиции, маршрут, вы создали прекрасные условия, но ребенок, получается, пойдет в основную общую школу совершенно в другую. Мы понимаем, да, как минимум архитектурная доступность в плане пандуса там точно есть, поэтому здесь не возникнет возможности такой... Дальше санитарная комната, я думаю, что они тоже об этом сейчас задумаются, потому что действительно у нас только начальная школа. Но, как вот сегодня Наталья Юрьевна на пленарном заседании сказала, даже для одного ребенка мы будем создавать условия, потому что, говорю, оно имеет долгосрочный эффект. Скажите, пожалуйста, а у вас дети, которые ваши выпускники начальной школы, они в полном составе уходят в какую-то определенную основную образовательную Нет, школу? у родителей сейчас есть выбор, да, есть поселковая есть они расходятся по основная разным школа, да, школам? есть городские, есть инновационные учреждения, и родители куда хотят, туда и поступают. Есть возможность. А какое-то взаимодействие предполагается со школой, куда пойдет Полина? Ну, у нас уже, они в курсе, да, всех наших изменений, мы с ними сотрудничаем, мы с ними друзья, с директором, ну, как не друзья, а хорошие коллеги, и мы проговаривали уже эти вопросы. Но вот надо сначала, вот у нас вот сначала, сейчас вот мы здесь закончим и будем разговаривать с управлением и муниципалитетом, что давайте дальше продолжать и другую школу тоже приводить в порядок. Тем более, все-таки поселок, это все равно удаленность от города, да, и возить ребенка куда-то еще, это достаточно, хотя родители замечательные, открытые, всему новому, они наши помощники на сегодня, они нам подсказывают, как лучше сделать, и мы вообще делаем все с ними. Спасибо. Елена Юрьевна, у меня еще один вопрос, не применительно к Полине, но к вашей вводной части выступления, вот касается той резолюции, которую нам нужно будет в конечном итоге принять. Вы сказали, что у вас реализуются адаптированные основные образовательные программы для обучающихся ЗПР и для обучающихся с умственной отсталостью. Елена Юрьевна, скажите, пожалуйста, на этапе разработки этих программ в вашей школе возникали какие-то сложности? Нет, есть, потому что примерно образовательные программы, да, и они просто потом адаптируются под конкретный класс. Да, под конкретный класс, потому что и каждый год учитель имеет право, да, вот, зная уже тех детей, с которыми он уже отучился, пересматривает программу, и мы ее переутверждаем. Ну, то есть психолого-педагогический консилиум никаких трудностей не испытывал? Пока на сегодняшний день нет. А есть у вас в штате специальные педагоги? К сожалению, нет. Мы маме предлагали, говорю, может быть, вам, давайте, есть возможность предложить вам тьюторство по договору ГПХ, как вот мы, хотя бы вот что-то. Она говорит, она закончила специальные курсы тьютора, да, она говорит, я когда погрузилась в эту тему, что такое настоящее тьюторство, она говорит, я бы не хотела у своего конкретно ребенка быть тьютором. Это абсолютно правильная позиция. Да. И мы предложили, получили такой ответ, мы просто с ней сотрудничаем, она наш помощник. Спасибо большое. Передаю слово экспертам. Пожалуйста, уважаемые коллеги, прокомментировать, задать вопросы. Могу я добавить, тоже я представляю Ухту, и Ярига это рядом с нами, я чуть попозже буду выступать, просто знаю, что еще к нам в центр обращалась девочка с поселка Ярига, тоже, но она еще дошкольного возраста, то есть ей тоже пригодится вот все это, я думаю, она пойдет в школу, потому что нет возможности тоже из особых образовательных потребностей этому ребенку посещать городские какие-то школы, и даже вот наш детский сад, там она тоже не смогла подъехать. Так что... Да, мы знаем об этом ребенке, говорю, что это долгосрочный эффект будет носить. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Ну, у меня только вопрос по специалистам, которые участвуют в рамках консилиума. Есть ли у вас такие?
У нас есть и логопед, и учитель-логопед, и педагог-психолог. По ИПРА конкретно этому ребенку эти специалисты не требуются, но в рамках сопровождения класса она такой вместе с классом получает специальные занятия, тренинги. Да, вот она полностью включена в образовательное пространство. Тимофеевна имела в виду реализацию адаптированных образовательных программ. Есть ли профильные специалисты для этих классов? То есть олигофренопедагог в штате? Нет, да, олигофренопедагога нет. У нас только психолог и логопед, да, и они получают в рамках программы полную помощь. Сколько надо занятий, все получают. Все. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Есть еще вопросы к Елене Юрьевне? А жаль, я еще не Мне тоже очень жаль, да, но, к сожалению, мы ограничены во времени, мне очень много вопросов есть по поводу организации работы в классах, но, тем не менее, возможно, у нас останется время в конце. Хорошо. Спасибо вам огромное за ваш опыт. Я передаю слово средней образовательной школе номер 18 города Сыктывкара с докладом «Организация системы работы в школе для создания успешной адаптации учащихся с УВЗ при переходе на уровень среднего общего образования» выступает директор школы Тюшева Светлана Николаевна и учитель начальных классов Смычок Елена Александровна. Основного общего образования. Угу. Переход ребенка из начальной школы в основную общеобразовательную школу, он сопряжен с очень большими волнениями, а к тому же ко всему и бывают серьезные проблемы. Для детей ОВЗ это гораздо острее ощущаемый переход, потому что это особые дети. На слайде вы видите справочную информацию по нашей школе, сколько у нас обучается детей с ОВЗ и по каким программам. Мы опираемся в своей работе на нормативно-правовую базу. Я думаю, что вы все с ней знакомы, просто я хочу немножечко актуализировать. Каково же обоснование нашего проекта? Во-первых, это федеральный государственный образовательный стандарт, от которого мы никак и никуда не отходим, и он предполагает всестороннее развитие личности с учетом особых образовательных потребностей. Это еще, второе, это еще один шаг к конечной цели – дать возможность детям участвовать в жизни школы, а в дальнейшем в жизни общества и вносить свой определенный вклад. Проект, который мы разработали, он направлен на минимизацию рисков перехода на обучение на уровне основного общего образования учащихся с ОВЗ, и он разработан с учетом условий нашей школы. Следующий слайд. Образовательным маршрутом для наших детей может сложиться по 3 вариантам. Их видите на слайде. Но каким бы образом не сложилась дальнейшая судьба ребенка, мы все-таки прилагаем максимум усилий для того, чтобы обеспечить условия, при которых ребенок будет подготовлен к такому переходу. В процессе беседы с родителями мы выделили проблемы, которые мы обозначили как проблемы детей, возможно, такие проблемы возникнут, и проблемы педагогов. Проблемы детей – это большое количество учителей вместо одного, это действительно порождает вариативность поведения школьников, это личностный контакт с учителями. Мы знаем, да, что дети воспринимают учителя в первую очередь не по его интеллектуальным каким-то особенностям, да, и способностям, а именно потому, что он может защитить ребенка, понять ребенка и быть для него добрым и интересным. Создание ситуации успеха для пятиклассника, отсутствие гибкого переноса традиций классного коллектива в основной школе. Вот эти проблемы, о которых я сказала, вот с другой стороны, нас и порадовало, что родители выдвинули именно эти проблемы, а не какие-либо другие. Мы понимаем, что мы на правильном пути, и эти проблемы совпадают с проблемами, которые возникают в других классах. За исключением, это будет новый коллектив. Вот этого опасаются родители и, в общем-то, дети. Ну, а педагоги выдвигают проблему. Как же сделать этот переход, вот что нам делать, как нам работать, какими мы должны быть и так далее. То есть для педагогов это тоже проблема, и мы с ней работаем. Согласно относительно этих проблем мы выдвинули для себя задачи, что вот мы должны сделать. Во-первых, сформировать психологическую готовность учащихся для перехода в другой коллектив,
Сформировать психологическую готовность учащихся для принятия в коллектив ребенка с ОВЗ. Сформировать модель психолого-педагогического сопровождения по адаптации учащихся и создать базу диагностического инструментария. Реализация проекта основывается на принципах реальности, вариативности, научности, гуманизации, преемственности, принцип личностного подхода. Я не буду расшифровывать из-за того, что у нас очень мало времени, и в целом мы через проект хотим достичь основной цели – разработать целостную систему работы, которая позволит минимизировать риски перехода детей с ОВЗ на следующий уровень образования. Прогнозируемые результаты таковы, что мы видим и сможем создать единую психологическую, комфортную образовательную среду для детей с ограниченными возможностями, для родителей их и педагогов. Формирование у большинства обучающихся положительного отношения к учению, я имею в виду детей ОВЗ, через успешные виды деятельности, формирование профессиональной компетенции педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями и их родителями, ну и, конечно, создание модели взаимодействия педагогов и родителей в коррекционно-педагогической работе с обучающимися с ОВЗ и их социализации в образовательном пространстве школы. Ну и, конечно же, сюда хотелось бы еще включить именно формирование модели методического и психолого-педагогического сопровождения. Весь наш проект мы поделили на несколько этапов, как это и следует. И первый этап, мы его назвали подготовительным, где мы определили цели и задачи, знакомились и изучали опыт других образовательных организаций по данному направлению, естественно, изучали социальный заказ и провели на этом этапе следующие мероприятия. Опрос родителей и учащихся с целью изучения социального заказа, что они хотят, как они видят свою дальнейшую жизнь и жизнь своего ребенка, информационно-разъяснительную работу с учащимися и родителями, определили образовательные организации, которые станут участниками сетевого взаимодействия, то есть мы продолжим с ними сотрудничать. Это центры дополнительного образования «Успех», который находится в здании нашей школы, и ЦППМ и СП, ну и создание нормативной базы. И результатом, конечно, станет это, в общем-то, анализ существующего состояния проблемы и планирование реализации основных направлений проекта. Результат мы получили и переходим ко второму организационному этапу. Вот в период организационного этапа тоже были проведены мероприятия, это и опрос родителей классным руководителям с выяснением плана родителей законных представителей учащихся на продолжение дальнейшего обучения детей. Я хочу сказать, что самым болезненным вопросом остается для этих детей: мы куда-то уйдем или все-таки мы останемся в этой школе. Они все хотят оставаться в этой же школе. Информационно-разъяснительную работу с учащимися и родителями по условиям продолжения обучения учащихся в 5 классах и о возможных вариантах продолжения обучения. Было проведено совещание руководителей методических объединений школы, классных руководителей 4 классов, учителей выпускных 9-11 классов, где, в общем-то, нужно было определить будущих классных руководителей, учителей предметников 4 классов, разработать график, разработать план работы с родителями, ну и график посещения мероприятий и уроков. Именно в феврале месяце мы также начали составление психолого-педагогических характеристик. Это тоже очень большая работа и ложится на плечи социально-психологической службы школы. Мы составили на этом этапе план работы по реализации проекта и распределили обязанности между членами администрации, педагогами школы, которые будут участвовать в реализации проекта. Значит, самое главное на этом этапе, что мы сделали, это спланировали работу и организовали сетевое взаимодействие. Самым интересным, наверное, этапом, практический этап, и о нем расскажет непосредственно классный руководитель выпускного 4 класса Смычок Елена Александровна, которая очень активно работала и будет продолжать работать на практическом этапе. В феврале было проведено родительское собрание в классе обучающихся с ОВЗ и также с
представителями ПМПК на тему разъяснения об обучении детей с ОВЗ по программам общего образования. Были освещены вопросы, которые очень волновали родителей. Это какой будет образовательный маршрут у детей, да, после окончания начального звена, сохранится ли целостность класса и как создать адаптацию в среднем звене менее болезненной. И таким образом родителям напомнили, что дети обучаются по рекомендациям ПМПК в нашей школе только на уровне начального образования. И, следовательно, в 5 класс они пойдут обучаться в общеобразовательный класс. Если ребенку подтверждают статус ОВЗ, он продолжит обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего образования. И дети идут в школу по месту прописки. При желании они могут остаться в нашей школе, но при наличии вакантных мест. В среднем звене у нас не предусмотрены классы такой малой комплектации, и в один общеобразовательный класс мы не можем посадить более 3 детей с ОВЗ. Также у нас был проведен в марте месяце психолого-педагогический консилиум, на котором присутствовали педагоги, работающие с детьми ОВЗ, и педагоги среднего звена. После чего мы разработали график посещения уроков учителями-предметниками с классом ОВЗ. Учителя непосредственно знакомились с детьми, наблюдали за особенностями организации уроков при работе с детьми ОВЗ. Был проведен семинар в рамках методической недели «Особенности работы с детьми ЗПР и РАЗ». И руководили этим семинаром учителя начального звена, которые непосредственно работают с данными детьми, и ознакомили, так сказать, педагогов школы с психологическими и физиологическими особенностями учащихся. И в практической части этого семинара были разработаны рекомендации по работе с данными детьми и был обобщен опыт работы выпускного 4 класса. Вот. Также непосредственно были проведены общешкольные мероприятия, классные часы с детьми УВЗ и детей будущего класса, вовлекали детей в общеобразовательный процесс с будущим классом. Такие были уроки, как ИЗО, технология, музыка, которая 1 раз в неделю проходит. Дети постоянно посещают детские оздоровительные лагеря, очень хорошо вливаются в коллектив, заводят новые знакомства, то есть они не чувствуют себя какими-то не такими, да, по сравнению с другими детьми. Спасибо. Спасибо большое. Хотелось бы уточнить по вашему выступлению. То есть у вас, получается, дети с задержкой психического развития, которые завершают начальное основное общее образование и которым по заключению ПМПК был рекомендован вариант программы 7.1, так? Да. Угу. Вы еще не знаете, будет ли подтвержден статус ОВЗ у детей, которые завершают начальное образование? Сейчас на уровне вот мая месяца проходит ПМПК, допустим, некоторые уже прошли и уже рекомендовано обучение по адаптированной программе. У меня вот есть вопросы такие организационные. Я увидела в штате ваших специалистов, которые непосредственно работают с детьми, социального педагога, психолога замечательно. Я увидела логопеда. А профильный специалист в школе есть? У нас есть профильный специалист, который работает со слепыми детьми, она сама проблема. У нас был хороший специалист, но выйдя на пенсию. Для детей с задержкой психического нет, развития это не тифлопедагог. То есть проблема есть, Да, ее есть, надо, коллеги, да, обозначать, есть чтобы она хоть как-то Такая решалась проблема на есть. уровне республики, поскольку я вижу, что в штате многих образовательных организаций есть логопеды, но логопед работает только с речью и больше ни с чем. Поэтому думать, что это волшебник, который взмахнет, и дети с ЗПР доведутся до нормы, или дети с ДЦП вдруг дойдут, да, и покажут образовательные результаты высокого уровня, здесь не приходится. Нет, То есть это такая проблема есть Нет, профильных, конечно, да, такая проблема специалистов, есть, да. мы Я ее хочу обозначим. Я хочу сказать, что вот мы для работы в 1 классе, вот мы с удовольствием принимаем студентов на работу нашего Сыктывкарского педагогического колледжа. Мы с ними сотрудничаем очень тесно. Я очень в этом заинтересована. Мы приняли на работу, я хочу сказать, достаточно подготовленного студента.
вот, которая все лето не давала покоя, она завучу звонила каждый день, она все выясняла, где какая-то я как что сделаю. И сейчас мы тоже надеемся, что мы уже как бы заключили такой негласный договор, что девочка придет и будет работать в классе ОВЗ. Это замечательно. Я знаю качество подготовки студентов педагогического колледжа по начальному и специальному образованию, но, к сожалению, мы сейчас говорим о той проблеме, что начальное образование вроде как система инклюзии сложилась, и вот сейчас этот будет болезненный переход, да, когда у нас еще программы вроде как в рамках проектов, когда много учителей-предметников, которые вообще не имеют еще этого опыта, да, индивидуального подхода к ученику. И вот ваш опыт очень актуален, у меня вот еще такой вопрос. А вот учителя-предметники, вы говорили много про родителей, про то, как вы работаете с детьми, это супер опыт. Мы просто не дошли А до с того учителями, вот как с предметниками вы работаете, чтобы они приняли, потому что бывает так, что ребенок условно нормотипично испытывает колоссальные затруднения при переходе в 5 класс, а здесь вот как эта система работает у вас? Смотрите, Елена Александровна сказала, что мы, во-первых, организуем работу ДОЛ. Это очень много значит. Когда-то мы формировали просто группу, вот прям вот отряд ОВЗ мы так называли, и для них целую программу, куда подключались педагоги, психологи, социальный педагог, плюс еще учителя, предметники основного общего образования и среднего общего образования. Да, было, они проводили мероприятия. Вот. Что касается как бы непосредственно, как будут работать, еще раз вот вопрос. Вот как вы готовите учителей-предметников к тому, Всё чтобы поняла, они… да. Значит, учителей-предметников мы готовим таким образом. Вообще у нас нет проблемы в школе непринятия этих детей. Хотя в свод-анализе мы указывали, что такой риск возможен, когда учитель скажет, я не буду работать в классе, где вот дети ОВЗ, потому что мне этого не получится. У нас такой проблемы нет, вообще не существует. У нас, значит, психолого-педагогическое сопровождение педагогов на протяжении всего года по их запросу или, значит, на совещаниях обсуждаются эти вопросы, естественно. И вы знаете, как бы проблем пока не было, никто вот как бы проблем не выдвигал. Вы как руководитель отправляете их на курсы повышения квалификации, на Да, стажировки? у нас или… прошли курсы повышения квалификации очень многие учителя, и те, кто не прошел вот на уровне основного общего образования, мы тоже будем решать этот вопрос. Хотя мы очень серьезные проводим семинары, и в частности последний семинар был проведен, там групповая работа была практическая, где модераторами выступали именно учителя начальных классов, работающие с ОВЗ. Он был очень хороший этот семинар, и в сентябре месяце опять же мы будем собираться и как бы единые требования разрабатывать. Я почему обращаю на это внимание, коллеги, потому что тоже имею отношение к системе повышения квалификации, в том числе, ни для кого не секрет, что и воспитатели детских садов, и учителя должны проходить раз в 3 года обязательное обучение по инклюзивному образованию. Вопрос только в его качестве, потому что 16 часов, когда рассказывают педагогу о нормативно-правовых основах и о том, что такое инклюзия, никак не дает ему технологический инструментарий в работе с конкретной категорией детей. И это большая проблема. Вроде удостоверение номинально есть, но человек не понимает. И проблема не в психологической готовности, проблема не в приятии, потому что человек, который выбирает педагогическую или психологическую профессию, он готов работать с любым ребенком, он готов его принимать, но просто не знает, как это делать. Ну, вы знаете, здесь нам на помощь еще приходит Центр медико-психолого-педагогической и социальной помощи. У нас с ними заключен договор. Не возникает вообще никогда вопроса, если нам нужно что-либо провести, рассказать, показать, помочь. Вообще не возникает вопроса. Мы реализуем целые программы. Отлично. Светлана Николаевна, буду рекомендовать вас как стажировочную площадку. Можно? Для кого? Для учителей-предметников, для тех, кто работает с детьми с задержкой психического развития, потому что научиться на передовой намного проще и эффективнее, чем слушать теоретически или дистанционно. Да. Чем... Мы можем рекомендовать, как вот к этому относитесь, мы можем рекомендовать в качестве вот, предложения решению о том, чтобы наши курсы повышения квалификации, которые проходят, обязательно в своем содержании имели модуль, хотя бы 18-часовой, практикоориентированный, чисто стажировочный, потому что одно дело теоретически ты воспринимаешь, и даже если там организуются какие-то практические занятия,
Да. о том, чтобы любые курсы повышения квалификации, которые наши учителя проходят, имели в своем содержании обязательный модуль практически. Я бы даже сказала, что это она должна быть, наверное, сеть стажировочных площадок, где транслируется лучший опыт. Если есть у учителя потребность в обучении работы с детьми раз, значит, вот стажировочная площадка, где он может отработать эти навыки. Есть необходимость, приходят дети с ЗПР, значит, вот стажировочная площадка, куда он направляется и где он проходит стажировку. Потому что теоретически у нас педагоги подкованы за этот период, за 5 лет реализации инклюзии достаточно хорошо. Спасибо вам большое за ваш опыт, очень актуальный опыт. Я передаю слово Кычиной Наталье Анатольевне. Можно, Татьяна Анатольевна, еще добавить Конечно, по поводу, прошу прощения. чтобы обучение было не дистанционное, чтобы убрали вообще... Это невозможно, Екатерина Андреевна, сегодня, как, Я не знаю. понимаю, но вот этот стажировочный модуль, вы сами понимаете, его невозможно пройти дистанционно. Стажировочный, вот модуль стажировки мы имеем в виду, чтобы он обязательно был на базе Образовательной организации, обязательно. Итак, у нас на связи Наталья Анатольевна, да? Да, я здесь. Мгм. А, здесь. Я смотрю, включилась, думаю, там это онлайн-подключение, прошу прощения. Директор основной общеобразовательной школы Нижней Омры Троицко-Печорского района. И она поделится опытом эффективного взаимодействия семьи, образовательной организации и Республиканского консультационного центра Коми Республиканского института развития образования в реализации инклюзии. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники республиканской конференции. Как уже сказали, да, что хочу представить вашему вниманию опыт работы муниципального общеобразовательного учреждения, основная общеобразовательная школа поселка Нижний Омра по реализации инклюзивного образования, а также рассказать об эффективности взаимодействия семьи, школы, специалистов Института развития образования и, конечно же, специалистов Республиканского консультационного центра. С 2008 года в рамках реорганизации на базе школы общеобразовательной были открыты классы с ОВЗ с умственной отсталостью, нарушением интеллекта. То есть до 2008 года у нас в сельской местности была специальная коррекционная школа 8 вида. С 2008 года открылись у нас классы на базе основной общеобразовательной школы. На сегодняшний день, так как это сельская местность, понятно, что в школе всего обучается 45 человек, из них 21 детей – это с нарушением интеллекта, из них 14 детей-инвалидов. И если посмотреть по диаграмме за 3 года, то такой контингент детей с нарушением интеллекта увеличивается детей. И мы видим, что у нас дети есть, которые еще на индивидуальном обучении. В школе созданы все условия для обеспечения равного доступа всех детей к получению полноценного образования с учетом интересов, потребностей, реальных физических и интеллектуальных возможностей. С целью реализации прав личности детей с ОВЗ и инвалидности на образование, трудовую подготовку и социальную адаптацию, создание максимально благоприятных условий в школе решается задача. Задачи представлены на слайде, я их читать не буду. Для реализации поставленных задач в школе разработана необходимая нормативная правовая база, соответствующие локальные акты и положения. Для обучающихся 1-4 классов, а в этом году и для обучающихся уже 5 класса разработаны АОП, а также рабочие программы по предметам учебного плана. Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержащие которых приспособлены к возможностям именно умственно отсталых обучающихся, специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. К коррекционным занятиям относятся такие занятия, как с учителем-логопедом, с учителем-дефектологом. Буду пролистывать быстро, чтобы время сэкономить. Специалистом ЛФК, который тесно сотрудничает с районной детско-юношеской школой. Для 5-9 классов, 5-9 проводятся у нас специальные коррекционные занятия по социально-бытовой ориентировке. Все это способствует интеграции обучающихся и выпускников в социум. Развитие образовательного уровня обучающихся продолжается у нас через внеурочную деятельность, то есть занятия, вынесенные за сетку учебных
часов в группах, скомплектованных по выбору, продолжает развитие способностей обучающихся слушать для успешной адаптации обучающихся в социум. То есть неурочная деятельность проводится через творческие кружки, спортивные кружки, как радость творчества, подвижные игры, радость движения, а также через, ну это сейчас пролистаю быстренько, внеурочные мероприятия. То есть здесь это профилактические беседы, консультации по формированию здорового образа жизни с привлеченными медицинскими работниками ФАПа поселка. Традиционно у нас ежегодно это встречи с воинами-интернационалистами Троицко-Печорского района, совместно с сотрудниками постом поселка и школьной дружины «Юный пожарный», то есть в течение года проводятся профилактические беседы, мероприятия по пожарной безопасности, сотрудниками ГПДН и ДПС проводятся встречи по безопасности дорожного движения. Совместно с Советом обучающихся школы, обучающихся ОВЗ принимают участие в различных акциях не только школьного уровня, но и районного. То есть «Покорми вот лосика», «Пернатые друзья», «Поздравление ветерану детей войны». В школе определены приоритетные направления повышения результативности коррекционной направленности образовательного процесса для детей с трудностями обучения. Коррекционная работа отвечает общим требованиям, предъявляемым к учреждениям подобного вида, то есть обеспечение кадрами, оборудованием, методическим сопровождением, соответствуя современным технологиям. Для сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью в школе создан школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Учебный процесс в специальных классах обеспечивает 9 педагогов, из них 4 педагога, которые обучают детей на дому. 3 педагога у нас имеют переподготовку, то есть как логопед, по программе Олега Фрейна педагог и по программе теории и методики специального дефектологического образования. 100% педагогов прошли у нас курсы повышения квалификации по разработке адаптированных образовательных программ. 3 педагога у нас прошли в этом году научно-методические основы консультирования родителей, воспитывающих детей с разными образовательными потребностями, оказания информационно-методической помощи. Вот. И все учителя, которые индивидуального обучения, они у нас обучились на открытом онлайн-курсе «Ключевые аспекты инклюзивного образования в условиях ведения в ГУС обучающихся с ОВЗ». Также следует отметить, что все члены педагогического коллектива повышают свое профессиональное мастерство через самообразование и участие школьного методического совета, а также республиканских вебинаров и семинаров. Ну, все не буду, так это пройдусь. Так. Для эффективного включения детей с ограниченной возможностью здоровья и инвалидностью в инклюзивное пространство важное значение имеет проведение информационно-просветительской разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей. Со всеми участниками образовательного процесса, учителями, обучающимися, родителями, законными представителями детей с ОВЗ и инвалидностью. С целью качественного психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ, а также создания особого морально-психологического климата, администрация школы и педагогическим коллективом проводится огромная работа. Родители и специалисты школы являются партнерами. Многие родители из районов республики чаще всего не знают, как отстаивать права детей на образование, испытывают страх перед системой образования, а также социальной поддержкой. В течение года классным руководителям администрации школы проводится анкетирование, из результатов которых мы узнаем о проблемах родителей в воспитании и обучении ребенка. Классным руководителям в течение года проводится акция «Почта доверия», через которую родители могут задать вопросы, касающиеся воспитания, обучения детей, оставляют письма со своими идеями и предложениями. Исходя из этого, даются советы, рекомендации по интересующим родителей вопросам, разрабатываются перспективные планы работы. В начале каждого учебного года педагогами школы составляется план работы совместной деятельности школы с родителями, в котором прописаны все мероприятия по направлениям. Это совместные мероприятия педагогов с родителями и совместные мероприятия педагогов, родителей и детей. К совместным мероприятиям педагогов и родителей относятся это родительские собрания,
консультации, беседы, встречи с администрацией, где основной задачей общения является раскрыть родителям важные стороны психического развития детей, помочь им выстроить верную педагогическую стратегию. Родительские собрания в основном проводятся в нетрадиционной форме, то есть в форме дискуссий, семейные гостиные, то есть когда на собрании присутствуют оба родителя или родственники, которые помогают родителям в воспитании и обучении ребенка-инвалида, круглых столов по обмену опытом и по мере необходимости с привлечением специалистов, субъектов профилактики, ЦРБ, органов опеки и попечительства. Но особенно родителям нравится, когда на собрании участвуют их сами же дети. К совместным мероприятиям родителей и детей относятся это дни открытых дверей, это праздники, концерты, викторины, спортивные соревнования, создание стенгазет, выставки. Пролистаю, не буду уже комментировать каждую фотографию. Наталья Анатольевна, у Всё нас время. время подходит к концу. Ну, Да. я тогда пролистаю чисто фотографии. Просто Да, вы единственное, пока можно я листаете? только Да, конечно, пожалуйста. озвучу? Я буду листать, что, значит, мы не останавливаемся на достигнутом, продолжаем искать новые пути сотрудничества с родителями, и поэтому с 2020 года мы тесно сотрудничаем с Республиканским консультационным центром. Вот, специалистами центра проводятся консультации для родителей по различным вопросам психолого-педагогического, методического направления. Консультации проводятся на постоянной основе. Это консультации по телефону, по электронной почте, а также очные консультации. Так, я быстренько пролистаю, что хочу показать, что в этом году у нас специалисты приезжали к нам в поселок, то есть проводили у нас семинар как для педагогов, сейчас это все, дети участвуют у нас в конкурсах каких, приезжали к нам, проводили как для педагогов семинар, и для родителей проводили у нас консультации. Я, конечно, очень понимаю, что руководителю образовательной организации очень хочется поделиться своим опытом, своим детищем, да, тем, что происходит. И очень теплые фотографии мы видели в презентации. Ну, в общем-то, возвращаемся к рабочим вопросам. Да? Наталья Анатольевна, у вас, получается, специализированная школа, Нет, так? была специализированная А до теперь у вас- 2008 года. Теперь она общеобразовательная, то есть с 1 по 9 класс. И при общеобразовательных открытых классах вот, для обучающей собственной отсталости. То есть получается инклюзия. А вот есть ли какие-то мероприятия именно инклюзивно непосредственно с разными категориями обучающихся? Потому что вот здесь вы так обособленно нам Нет, представили. я представила тут и мероприятие, где у нас, например, озвучила, что Совет старшеклассников вместе вот с этими детьми проводятся различные акции. То есть также с родителями у нас эти общешкольные родительские собрания проводятся, то есть и для общеобразовательных, и для Как раз вот опыт работы с родителями, он ценен, потому что родители сельской местности – это немножко другая категория родителей, они отличаются от городских, да. Но вот хотелось бы вот буквально немножко, несколько таких нюансов услышать, именно как помогает вам Республиканский консультационный центр. Каким образом вы посвятили родителей в работу этого центра? С какими проблемами родители было обращаются? проведено общешкольное родительское собрание, на котором мы вот рассказали все о консультационном центре, раздали памятки, которые вот у вас сейчас данные, вот, вышли, то есть на ВКонтакте показали, как выходить, как обращаться к консультантам, как задать вопросы, все это. И таким Есть образом возможность у родителей именно с территории школы обращаться в консультационный есть, центр? есть. Потому что не у всех У есть нас интернет, 3 доступ к педагога, нему, да? которые, в том числе и я, мы являемся также консультантами, получается, консультационного центра. Как часто родители обращаются в этот центр? Частенько. Это Да. так, а можно Вот. в цифрах хотя бы так приблизительно? Раз в неделю однозначно, потому что есть родители, у которых проблемы, вот, например, в общении даже с ребенком, то есть идет переходный возраст у ребенка. Это разные родители Вот. или, как Это правило, одни и те же? разные родители, разные. То есть не обязательно это именно родители только с ОВЗ, вот, это разные родители. Спасибо большое, уважаемые эксперты, коллеги. Пожалуйста, ваши вопросы докладчику. Эксперты. Скажите, пожалуйста, у вас наполняемость какая классов? Именно каких общеобразовательных или классы? Вы же говорите, у вас инклюзия. У нас нет, у нас классы отдельно. Для ОВЗ это классы отдельные, да. И они у нас малокомплектные идет. С 1 по 4, 5, 9. Спасибо большое, Наталья Анатольевна.
Еще раз приглашаю всех активнее участвовать в дискуссии. Да? И следующее выступление у нас очень полезно будет для всех субъектов образовательных отношений, потому что очень часто бывает так, что родители... Проблема инклюзивного образования заключается в том, что инклюзию видят очень точечно. И зачастую субъекты образовательных отношений не видят всю систему целиком. У родителей свои ожидания от инклюзивного образовательного процесса, у образовательных организаций свои возможности его реализации, которые не всегда с родительскими ожиданиями совпадают. У педагогов есть свои трудности, с которыми они сталкиваются, но очень ценно и важно слышать друг друга. Поэтому в этом отношении хочу обратить ваше внимание на следующее сообщение, которое нам представит Данилова Екатерина Андреевна. Это сопровождение незрячего обучающегося в условиях инклюзивного образования. Пожалуйста, Екатерина Андреевна. Да, у меня презентации нет, у меня просто фотографии моего ребенка будут идти фоном, который учится в 18-й школе. Да, я хотела, чтобы у нас доклады были рядышком, чтобы мы уже закончили тему, да, с 18-й школой города Сыктывкара. Если начать, ну, в целом, вообще такого рода доклады, ну, как доклад не назовешь, да, я просто рассказываю про свою жизнь, и конференция у нас не научно-методическая и практическая, да, поэтому я могу себе позволить это. Очень тяжело, конечно, это всегда, потому что ты опять возвращаешься в те, ну, черные дни своей жизни, да, но я понимаю, что это надо делать и рассказывать вам, и делиться, потому что, ну, кто, если не мы, это все будем рассказывать из первых уст. Вот. Что дальше? По поводу, ну, если прям вот тезисно, прямо с самого начала, по рождению ребенка, и я сразу, может быть, буду давать предложение в резолюцию, все-таки у нас все равно отсутствует ранняя помощь, как бы мы вот не говорили, что у нас уже есть типа программа, да, сопровождения и ранняя помощи, которая с 2017 года уже вроде как действует в Республике Коми, но отсутствует, ну вот, я не знаю, вот этой системы, когда ты в роддоме узнаешь, что у тебя незрячий или какой-то, такая фотография интересная, как будто потерянный такой бедный ребенок в инклюзии, про то, что вот в плане медицинского сопровождения, вот в этом этапе от 0 до 3 лет, когда мы сидели просто дома, образование здесь никак не участвовало. Вот я говорю, что в плане медицинского сопровождения было хорошее даже, можно сказать. То есть позвонили, поставили на очередь в Институт глазных болезней для уточнения диагноза, да? Вот это все сопровождение было. Но образование вот от 0 до 3 как раз этот сенситивный период, который нам надо было тогда активно использовать, но я его использовала, конечно, как могла, но помощи извне не было. Вот я не знаю, как это в резолюцию внести, но и я не знаю, как это действительно наладить, потому что мамы мне пишут, звонят, ну, в личное сообщение, да, или как-то что-то, просто по сарафанному радио. А на самом деле я вот честно не могу понять, как это можно построить, чтобы тебе прям в роддоме, ну, там приходил психолог, по-моему, какой-то, да, но ты тогда в такой прострации, что тебе там, не знаю, кто должен был прийти, чтобы реально как-то помочь. Мне помогла только такая же мама незрячего ребенка, когда я поехала уже учиться на тифлопедагога в Москву. Вот только тогда, то есть я поняла, что у нее уже был повзрослее ребенок, что, оказывается, можно и учиться, и жить, и в метро, он сам передвигается в метро в Москве. И только тогда я увидела, к чему можно вообще идти. То есть до этого было какое-то непонятное что-то. И сейчас тоже вот все майские праздники мы лежали в больнице с ребенком, у нас еще выявился сахарный диабет. И тоже, вот опять же, ну это чисто медицинская, конечно, проблема, да, но она тоже, да, и все равно определенная сложность медицинская возникает, как с этим дальше тоже, да, работать или жить, или что. И хорошо, что я знаю маму, которая ведет группу также ВКонтакте детей с сахарным диабетом. И мне хватило 5 минут телефонного разговора с ней, поговорить о том, что она там, да ты что, да там сейчас помпу поставим, да и все, что ты переживаешь, сейчас такие технологии, и вообще лекарство уже найдено, не переживай. Ну, в общем, я к тому, что родителю, конечно, может помочь, ну, может даже эффективнее, да, чем специалист, который с образованием, а мама, которая это все пережила, может даже эффективнее быть. Вот, это одна из проблем, которую вот я не знаю, честно, мы уже много о ней говорим по поводу того, что как нам выходить на родителей, которым можно помочь. И когда мне звонят, да, хоть и пишут, я всегда отвечаю, потому что я понимаю, что этой маме, ну, вообще сейчас край.
И да, чтобы вы понимали тоже психологическое состояние родителей в этот период, я просто многое даже не помню. То есть это настолько родитель впадает в состояние какого-то аффекта. Вот если сейчас меня спросить вот подробно, что было, когда было Тане 4, 5, я не помню, потому что вот я не помню. Это был какой-то аффект, потому что там надо было работать на 8 работах, потому что была ипотека, был развод и все на свете. Поэтому где-то тут, может быть, было упущение с моей стороны, потому что ну, там невозможно было разорваться, надо было и ипотеку, и вот это все, и квартиру надо было купить поближе к 18-й школе, потому что на тот момент опыт в 18-й школе уже был, учился мальчик, но он учился на индивидуальном обучении. А мне как бы вот на тот момент казалось, что индивидуальное... это вот первая двойка, да, я так рада была, что у нас двойка. И про что я? Мальчик учился, да? Мальчик, да, уже опыт был, то есть в школе уже был педагог, тифлопедагог, даже 2, и с лесозавода пришлось, да, купить квартиру ближе к школе, и тогда была тоже определенная... Это я про то, что вот это как раз путь становления, да, сколько сложностей надо преодолеть, чтобы попасть вообще в школу. И не были мысли, а были конкретные шаги действия по переезду в Липецк, и Министерство образования меня всячески об этом твердила каждый день, грубо говоря, что уже место для вас найдено, в Липецк езжайте, там все хорошо. Потом Маргарита Михайловна появилась, мы познакомились, она сказала, что можно попробовать и здесь. И вот началась вот эта работа по пробиванию инклюзии в Республике Коми, но это, конечно, это прям, как война, по-другому не назовешь. И да, и вот в школу тоже немножко было проблематично попасть. Почему-то, наш дом не относится к вашей школе, да, у меня целая статья была, она так и называлась. То есть завуч тогда была, да, Любовь Анатольевна говорит, там по спискам же, да, школы же определенно относятся, дома определенные к школе, а наш дом, оказывается, не относится. Я когда покупала квартиру, я как бы почему-то, откуда там, да, купила рядышком, географически рядышком, вроде как должно. И в итоге... Да, потом это все приходилось через Министерство образования решать. Вообще, если отступление сделать, очень многие вопросы решаются все-таки сверху, да, то есть мы всегда обращаемся к специалисту отдела интернатных учреждений с любыми вопросами, по сопровождению, по тьютору, потому что как-то легче дальше идут вопросы, решаются легче, если это все идет через Министерство образования. Вот. Да, и сейчас вот можно сказать, что я выдохнула с облегчением, потому что появился тьютор, появился человек, да, ассистент, он, конечно, там, смесь у нас дикая, на самом деле, да, он, но сопровождающий, да, так скажем. И дети, вот мальчик помогает нам, один у нас очень там хороший друг. Это вот с 6 класса, то есть можно выдохнуть, что я знаю, человек очень ответственный, попался прям низкий поклон, потому что я отвожу в школу, я вообще не переживаю, не бегаю каждые 40 минут, там, чтобы покормить, чтобы перевести из класса в класс, потому что, такие моменты тоже были ранее. А сейчас вот можно сказать, что да, что... И по поводу подготовки педагогов, педагоги на самом деле... Во-первых, и Светлана Николаевна сказала, да, что они готовы, что они психологически готовы, но плюс они, во-первых, интуитивно чувствуют, да, то есть они не знают, может быть, как технически прям правильно это все выстроить, но они, интернет в помощь, да, вот это все, я где-то подойду, скажу, вот мы это сделаем дома, она послушает, как-то, то есть тут надо вот такую гибкую какую-то связь с ними держать. Я понимаю, что сейчас очень много родителей, которые, вот вы мне обязаны, да, предоставить образование, учите как хотите, но мы должны все равно, родители, конечно, помогать в этом. И я еще по поводу, вот у нас класс какой-то уникальный, вот у Тани, на самом деле там, наверное, официально, вот Таня одна будет с УВЗ и с инвалидностью, но там, если посчитать по нозологиям, там будет и явный, да, мальчик, прям вот явный, там не надо быть специалистом. Причем мама, в группе у нас беседа, и у нас был мониторинг родителей детей с инвалидностью по инклюзивному, и я ей пишу, я говорю, пройдите, пожалуйста, опрос. А она мне пишет, а с какой стати? Я говорю, так у вас же, мальчик у вас нет разве заключения по МПК? Он говорит, что это такое? Нет, конечно. И я так была удивлена, то есть, я к тому, что
Ну, это настолько явно, то есть там невозможно. Ну, это же право родителя. Право родителя, но я потому что, а проблема-то здесь не ложится, может. Проблема есть, ну, мы с ней да. работаем. А проблема на бедных учителей. И там еще в классе СДВГ явный, да, и Екатерина Андреевна, я вот вынуждена времени, вас да. сейчас остановить не только по времени, но потому что у нас только ПМПК может определять, что там у кого, и мы не имеем Нет, такого я потому что этического я вот я говорю, права. что это проблема, что дети идут в школу, родители теперь подкованы, они не боятся, они отправляют. Вот учите как хотите, ваша обязанность. Но с ними тоже надо работать, потому что они же закрываются, да, и говорят, у нас все хорошо. Это тоже проблема принятия инвалидности ребенка. Я очень благодарна Екатерине Андреевне, потому что вот в таком своем рассказе о личном опыте она подняла глобальные проблемы следующего характера. Во-первых, и в истории становления специального образования, инклюзивного образования первыми двигателями и первыми такими новаторами, которые были в продвижении этих идей, это были родители. Поэтому родители при правильной организации работы образовательной организации становятся помощниками. И действительно родители могут открывать любые двери, договариваться с руководством. Это дается очень трудно, но только совместно. И еще такой один аспект. Да, существует категория родителей, которые приходят с заключением ПМПК и говорят: вы должны. И вот здесь, конечно, требуется очень такое терпимое, эмпатийное отношение, потому что вот очень важная вещь сказала Екатерина Андреевна: я пребывала долгое время в состоянии аффекта. Надо понимать, в каком состоянии находится родитель, да, потому что мы видим ситуацию со стороны, но внутри она для каждого выглядит по-своему. Бывает, конечно, это и не состояние аффекта, тогда приходится работать иначе, но важно нам понимать, как правильно воспринимать родителей в той или иной ситуации. И вот еще одна проблема, об этом говорят мне и воспитатели детских садов, и учителя, и очень много других людей, которые занимаются в системе образования, особенно это начиная с детского сада, они вот говорят: мы видим, что ребенку нужны специальные образовательные условия, но родители ни в коем случае не соглашаются проходить ПМПК. И вы знаете, в данном случае я могу сказать, что в большинстве своем, когда мы начинаем разговаривать с родителями, до сих пор существует и бытует такой ярлык у родителей, что это будет ярлык и ярмо на ребенка на всю жизнь. То есть тоже от нас зависит, насколько родитель понимает, да, что ПМПК – это друг и помощник в том, что ребенку будут созданы специальные образовательные условия без навешивания каких-либо ярлыков, диагнозов и прочих вещей. И не всегда родители понимают, что это рекомендательный характер, что право решения и выбора остается за ними. Поэтому это тоже, конечно, серьезная проблема, с которой приходится сталкиваться всем, я думаю, в детских садах и в школах. Уважаемые эксперты, коллеги, есть к Екатерине Андреевне вопросы? Ну вот у меня только комментарий выступления Екатерины Андреевны по сопровождению, по тьюторству проблема вскрывается. Каким образом вы нашли тьютора? В этом году, я первый год директор в этой школе, и 1 сентября я знала, что такая проблема существует, и мне нужны были тьюторы в 1 классе. У меня есть штатное расписание, я перевела ставку воспитателя ГПД, одну ставку перевела на тьютора, и у меня появился тьютор в начальной школе, сейчас он работает на 0,5 ставки, потому что там побольше работал, но сократилось количество детей, они перешли на индивидуальное обучение. А сопровождающий, да, я подобрала учителя, это было 1 сентября, я с ней проговорила, что вот со 2 сентября не могли бы вы, она сказала: да, я буду там вести уроки, поэтому вполне согласна, я с этим справлюсь. Вот и все. Это чисто, вот понимаете, учитель, да, просто это такой учитель, учитель. да. И я надеюсь, что она будет еще долго работать и будет сопровождать детей таких. Спасибо большое. Да, конечно. Конечно. Несколько просто ремарок, потому что мы тоже знаем давно, именно по линии ребенка. Я бы тоже сказала некоторое свое мнение, но слышно, я громко говорю, да? Смотрите, на самом деле очень грамотно обозначена позиция, на какой-то из площадок сегодня идет межвед и обсуждение взаимодействия вообще разных ведомств. Да? Мы должны на сегодняшний день признать, что на уровне Республики Коми, в городе Сыктывкаре, хорошие службы ранней помощи на уровне какого-то центра, да, там, республиканского, там, городского, ее просто нет. И получается в разных структурах, в разных ведомствах
эта практика создается. То есть на сегодняшний день, и на самом деле с момента рождения ребенка и роддома, да, то есть по линии здравоохранения, да, как-то фрагментарно там психолог в плане вот экстренной там, психологически подключился к родителю, но с выпиской, с выходом с учреждения родитель оказался в этой пустоте, да, и только медицинское сопровождение ребенка шло. То есть службы вот такой на уровне вот хорошей, именно где были бы и медики, и педагоги вот в этот возраст, да, ее на сегодняшний день нет. Но есть хороший опыт, который вот как раз коллеги наши на другой секции, детский дом ребенка, который специализирован в Чкалово, да, и у них уже в течение, по-моему, 3 лет у них 2 группы у них уже открылось раннего возраста. По крайней мере, появилась у родителей возможность вот туда до 4 лет с ребенком попасть. Потому что на самом деле детский сад, город Сыктывкар, не знаю, как в других территориях, огромная проблема очередности у нас была очень остро. Детей с ОВЗ сохраняется до сих пор. И реально попасть в детский сад это ближе к 3, кому-то только к 5 годам. И понятно, что вот это 3 года, 4, вот о чем да, была речь, ребенок выпадает. Потом третий момент, мы тоже как управление дошкольного образования уже перед министерством обозначивали эту проблему. Ну, тут у нас есть как бы представители министерства, можно в резолюцию внести. На сегодняшний день из нормативных документов у нас есть порядок обучения детей-инвалидов школьного возраста на дому, он есть, он утвержден как там правильно, распоряжением или постановлением правительства Республики Коми, по-моему, номер 500 или какой-то. Но дети дошкольного возраста туда не входят. То есть такой нонсенс. Если в детский сад ребенок до 7 лет, какая-то тяжелая патология, он дома не может посещать детский сад, образование ему не организовано. То есть он не может быть воспитанником и зачислен, но получает часть услуг дома. И с 1 сентября, с понедельника он пошел в школу, да, и в школе он может там, на дому или где-то он уже обучение есть. То есть вот как предложение все-таки внести изменения в этот порядок и детей дошкольного возраста с инвалидностью, чтобы они могли получать образовательные услуги, потому что эти дети, они выпадают из образования на самом деле. Они только это центр «Надежда», но это реабилитационные услуги, это не образование. И какие-то центры по городу. В основном частные, это все очень дорого, да, кто знает, сталкивался. Либо это службы, ну просто в детский дом, там огромная очередь, просто даже туда уже попасть. Понимаете, детей так много, а созданного так мало, ну вот для этой ранней категории. Да, не только дошкольного, Да, но да. 0 до 3 как раз, вот эта Да, категория. И у нас сейчас как бы сопровождения. службы ранней помощи, мы тоже по управлению, как новый проект, вот в новой концепции хотим завести, чтобы у нас службы специализированной ранней помощи на базе специализированных дошкольных учреждений, компенсирующей направленности, они создавались, потому что там есть база, там есть специалисты, и там есть, по крайней мере, возможность детей такого маленького возраста консультировать, вести, ну, сопровождать, по крайней мере, до момента поступления в группу компенсирующей направленности. Там еще проблема, чтобы до родителей-то донести это все. То есть Вот поэтому центр-то, может быть, и есть. Вот очень хороший опыт однажды был у нас у детской 3-й поликлиники. Я сама свою работу начинала с реабилитационного центра 3-й детской поликлиники. И вот действительно процесс сопровождения в системе здравоохранения, когда уже в роддоме приходит специалист, который может позволить хотя бы успокоиться маме и понять, что с этим делать, не всегда родители пойдут в детский сад для получения ранней помощи, да, но в детской поликлинике они пойдут в любом случае всегда, и наличие вот таких вот именно не просто консультативных центров, где консультацию получат, а вот именно сопровождать будут психологи, педагоги, вот 3-я поликлиника в этом опыте есть. Да, и там работает и логопед, дефектолог, музыкотерапевт, арт-терапевт, и вот у них очень хороший опыт, но это только 3-я поликлиника, к сожалению, только в Сыктывкаре. Вот нам резолюция прописать, что систему ранней помощи надо родителям, да, если бы родитель знал в тот момент, что он, я не знал, что я могу учиться или что-то делать, да, или как-то, что-то делать, какие-то шаги предпринимать, кто бы это подсказал растерянному родителю, действительно, который, ведь родители, некоторые родители вообще очень долго не принимают, поэтому они идут на ПМПК, потому что они не принимают ситуацию, поэтому они делают вид, что ничего не происходит, да, особенно в детском саду. Это очень явно, потому что в школе уже есть определенные, да, отметки и определенные да, уровни знаний, а в детском саду уже еще можно сделать вид, да, научиться. Вот, и родители не принимают ситуацию, да, и чтобы вот какая-то система, которая работала бы с ними вот в этом направлении. Вот видите, Екатерина Андреевна, родитель какую живую дискуссию среди коллег поднял и специалист, да, поэтому очень много таких острых проблем
подняли в своем сообщении. Спасибо вам большое. Мы продолжаем работу нашей площадки. Я передаю слово Щеголевой Веронике Геннадьевне. Это опыт инклюзивного образования муниципального образовательного учреждения средней образовательной школы номер 39 имени Чернова города Воркуты, психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ. Добрый день, уважаемые коллеги. Свое выступление начну со слов благодарности организаторам конференции за созданные условия для диалога на такую важную тему, как инклюзивное образование. Актуальность данной темы связана с неуклонным ростом количества детей с особыми потребностями. Современная школа должна предоставить таким детям возможность получать образование, найти свое место в обществе. Ведь все дети могут быть успешными, если им создать условия и оказать необходимую помощь. В системе образования города Воркуты проводится большая работа по реализации идеи инклюзивного образования. Основные направления этой работы связаны, во-первых, с участием в программе «Доступная среда», во-вторых, проводится системная работа по повышению профессиональных компетенций педагогов через обучение на курсах повышения квалификации по направлению организации обучения детей с ОВЗ, а также реализацию плана муниципальных методических мероприятий. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, Воркутинский дом учителя под руководством управления образования обеспечивает информационно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение педагогических работников, а также учащихся и их родителей. На базе образовательных организаций функционируют опорно-методические и инновационные площадки по данному направлению. Вопросы проектирования адаптированных программ, эффективных технологий приемов обучения, организации психолого-педагогического сопровождения учащихся и их родителей входят в повестку дня заседаний городских методических объединений, а также заседаний Координационного совета при управлении образования по вопросам организации ведения в ГОС общего образования, а также форума педагогического актива «Надежной школе надежного учителя». Позвольте мне конкретизировать опыт реализации инклюзивного образования на примере школы номер 39 имени Георгия Александровича Чернова города Воркуты, в которой я работаю педагогом-психологом. Работа в этом направлении в школе у нас началась с 2015 года. Основную цель своей работы мы сформулировали как введение и системную реализацию организационно-управленческих, психолого-педагогических условий и механизмов, кадровых и финансовых ресурсов, которые обеспечивают создание инклюзивной образовательной среды в школе для достижения целей и задач инклюзивного образования. Для этого в школе создана нормативно-локальная база, регулирующая различные аспекты инклюзивного образования. Разработаны адаптированные образовательные программы начального общего и основного общего образования, учитывающие индивидуальное психофизиологическое состояние и особые потребности детей. На сегодняшний день общее количество обучающихся в школе 756 человек. Из них учащихся с ОВЗ 22 человека, что составляет 3,4%. Среди обучающихся с ОВЗ присутствуют обучающиеся с когнитивным нарушением 19 человек и дети с нарушением интеллекта 3 человека. Реализация АОП начального общего образования и АОП основного общего образования обеспечена необходимой материально-технической базой для проведения всех видов учебных занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья. 2 спортивных зала, в которых проходят занятия для детей. Профилактические занятия с детьми ОВЗ проходят в кабинете педагога-психолога. Дети получают двухразовое питание в столовой. Здание оснащено противопожарно-звуковой сигнализацией, информационным таблом, необходимыми табличками и указателями с обеспечением визуальной и звуковой информации для сигнализации об опасности. На пришкольной территории находится открытая детская спортивная площадка. В учреждении создана образовательная среда и комфортные условия для обучения и развития детей, способствующие успешной социализации учащихся с УВЗ. Во второй половине дня проводятся факультативные занятия, работают спортивные секции и кружки. Все кабинеты школы объединены на локальной сети и имеют доступ в интернет.
На школьном сайте предоставлена информация об основных направлениях деятельности школы, которая постоянно обновляется, что позволяет всем заинтересованным быть в курсе школьных событий. Комплекс этих условий способствует поддержанию высокого уровня конкурентоспособности школы, делает ее привлекательной для учеников всех категорий и родителей. В школе с 2015 года реализуется программа «Доступная среда», в рамках которой обновлена материально-техническая база, получено специальное оборудование. В школе всего работают 52 педагога, из них 20 работают с детьми с ОВЗ. Педагогический коллектив постоянно проходит обучение на курсах повышения квалификации по различным современным аспектам современного обучения детей ОВЗ. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ обеспечено на протяжении всего периода обучения. Для этого в штатном расписании и по договору предусмотрены ставки службы сопровождения: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, специалист-дефектолог и медицинская сестра. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в нашей школе – это комплексная работа психолого-педагогической поддержки, помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, а также социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих согласованно. Достижение личностных результатов образования данной категории детей происходит через индивидуализацию образовательных маршрутов и создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Кроме того, комплексный характер модели предусматривает обеспечение специализированных условий проведения коррекционных занятий специалистами психолого-педагогического сопровождения. Работа в общеобразовательной школе проводится в двух направлениях. Это выявление детей, имеющих недостатки в физическом или психологическом развитии, и организация условий для обучения и воспитания ребенка с ОВЗ согласно заключениям ПМПК. Основные формы психолого-педагогического сопровождения осуществляются на 4 уровнях: индивидуальные, групповые, на уровне класса, на уровне школы и включают в себя диагностику, консультирование, коррекционно-развивающую работу, профилактику и просвещение. На каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья заведены индивидуальные карты сопровождения, которые позволяют определить динамику развития детей, результативность освоения адаптированной образовательной программы. В школе создан и работает психолого-педагогический консилиум. Согласно положению, плановые заседания проводятся в соответствии с планом и графиком проведения для оценки динамики обучения и коррекции. Предоставляются данные диагностических исследований психолога, логопеда, дефектолога, классного руководителя по каждому ребенку. Внеплановые заседания проводятся при зачислении нового учащегося, которому необходимо сопровождение, а также при отрицательной или положительной динамике. Также при возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие ребенка. Отслеживаются в динамике результаты работы с детьми с ОВЗ. В 2020-2021 году уже проведено 4 плановых и 5 неплановых заседаний ППК. Всего за год рассмотрено 11 учащихся и детей, которым присвоен статус УВЗ. Ведутся журналы ППК, журнал коллегиального заключения и журнал о направлении ребенка по МПК. Кроме того, родители могут предоставлять в школу заключение по МПК, которое является основанием для организации условий обучения и воспитания ребенка. После предоставления заключения по МПК на основании письменного заявления родителей законных представителей проводится внеплановая ППК, где рассматриваются аспекты сопровождения ребенка с УВЗ. Коррекционная работа с детьми с УВЗ направлена на оказание им квалифицированной помощи в освоении программ, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей. За период 2020-2021 год охвачено индивидуальными занятиями 22 ребенка с ОВЗ, проведено 64 занятия. Проводятся также индивидуальные консультации для родителей, рассматриваются частные случаи семейного воспитания, определение адекватных особенностей конкретного ребенка, условия его развития, предоставление психолого-педагогических рекомендаций по результатам психологического обследования. В течение года проводились консультации учителей, работающих с детьми с УВЗ, и детьми-инвалидами, где рассматривались вопросы организации работы с детьми, требующих особого внимания, индивидуальные беседы с учителями по усвоению учебного материала учащихся УВЗ. В
поиске эффективных методов работы с детьми младшего школьного возраста для детей категории СОВЗ активно используем метод песочной терапии, который зарекомендовал себя как эффективный метод психокоррекционной работы для данных детей. Предоставляю опыт использования песочной терапии. В основу песочной терапии положено представление о телесной взаимосвязи между мелкой моторикой и развитием полушарий головного мозга у детей. Все занятия проводятся в игровой форме, привычной для ребенка среде. Игра с песком – это естественная и доступная для ребенка с ограниченными возможностями здоровья форма деятельности. В качестве песочницы используем большой водонепроницаемый ящик с Вероника подсветкой. Геннадьевна, я вынуждена Да. вас прервать. Вы можете перейти к общему выводу по своему выступлению? И мы приступим к обсуждению. Спасибо. Накопленный опыт позволяет нам делиться своими наработками на методических и конкурсных мероприятиях различного уровня. В заключение хочу отметить, что воспитание и образование детей с особыми образовательными потребностями в нашей школе – это процесс сложный, без объединения профессиональных усилий, преодолеть возникшие риски в обучении, поведении, адаптации – это трудно. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо, Вероника Геннадьевна. Коллеги, присоединяйтесь к обсуждению того опыта, который нам представил Воркута. Скажите, пожалуйста, у вас получается общеобразовательная школа, в которой есть специализированные классы, или дети интегрированы в общеобразовательные классы? Дети интегрированы в общеобразовательные классы. Вот тогда поясните просто для нас, вы говорили о том, что у вас есть несколько детей с когнитивными нарушениями, вы имеете в виду задержку психического развития? Да, дети с ЗПР, да, по программе 7.1 и 3 ребенка по программе 7.2. 3 ребенка по программе 7.2, это у нас пролонгированные сроки обучения, они интегрированы в общеобразовательные классы? Ну, они обучаются в общеобразовательных классах, да. А поясните тогда, вот это очень интересно, как этот процесс вы организуете? Значит, у нас проходит педконсилиум, да, где у нас все специалисты, в том числе и учителя, предварительно, да, первоклассники, допустим, в этом году, да, по программе 7.2, пришли к нам в школу, прошли курсы обучения обязательно, да, и учителя уже были подготовлены к принятию данного ребенка в класс. Они разработали программы. Также социально-психологическая служба подключилась в разработку данных программ. На основании этой программы они обучают ребенка. В общеобразовательном классе? общеобразовательном... Не очень понимаю. Ну, то есть пролонгированный срок обучения? Вот как... смотрите, да. у нас в этом году только один учащийся был. В этом году, в 2020-2021, пришло еще 2 ребенка. В прошлом году у нас пролонгирование было у 1 ребенка. То есть ребенок обучался, и на основании заявления родителей было пролонгирование, дублирование, да, в классе в первом. И на данный момент очень эффективное обучение у ребенка, то есть есть положительная, значительная динамика. Вероника Геннадьевна, я правильно вам поняла, что пролонгация осуществляется за счет дублирования программы 1 класса? Да, но это на основании программы, которая ребенку предоставлена. 7.2, она предполагает пролонгирование ребенка в повторном классе. Не совсем так, наверное. Ну и нет, просто это нам интересен этот опыт, потому что у нас, как правило, пролонгированные сроки обучения – это отдельный класс, в котором обучаются дети, да, вот поэтому этот опыт и интересен. И, наверное, пролонгированные сроки обучения, может быть, коллеги не согласны, это не совсем дублирование программы. Это не дублирование, это пролонгирование, то есть ребенок закончил 1 класс, да, и на основании заключения комиссии ППК, да, далее на основании комиссии ПМПК города, вот, ребенку было рекомендовано пролонгирование 1 класса. Ребенок у нас сейчас находится 2-й год в 1 классе. Да, то есть и сейчас этот ребенок с задержкой психического развития, который пошел в общеобразовательный класс наряду со своими сверстниками, снова адаптируется к новым детям. Я правильно понимаю? Да, да. Как вы считаете, как педагог-психолог, насколько эффективна такая система для самого ребенка?
Ну, вы знаете, на данный момент у ребенка есть очень положительные изменения как в познавательной деятельности, так и в общении со сверстниками. У ребенка не было трудностей в адаптации в новом коллективе. Вот, и притом мама, она очень сейчас на данный момент очень рада, что ребенок все-таки пошел в первый класс, ну, как бы, да, на следующий, в этом году пролонгирование первого класса. То есть у ребенка есть динамика как в обучении, так и в общении со сверстниками. Вероника Геннадьевна, откройте еще такой секрет. Воркута славится соблюдением своих традиций. И, пожалуй, Воркута – это единственный муниципалитет, где удалось еще сохранить психолого-медико-педагогический консилиум и иметь в штате медицинского работника. Да? Это роскошь не для всех. Каким образом это получилось? Ну, медицинские работники у нас практически во всех школах города. Это правда на самом деле. Медицинская сестра, дефектолог у нас по договору, да, с Центром социальной помощи, с ПМПК. Вот. И тоже у нас и ведется очень тесное сотрудничество с здравоохранением, с нашим ПМПК и управлением образования. То есть... Большое спасибо. Уважаемые коллеги, эксперты, есть вопросы к Веронике Геннадьевне? Спасибо большое за ваш опыт. Если вопросов нет, я передаю слово Чеблаковой Ольге Валентиновне, которая представит нам результаты реализации проекта по президентскому гранту на базе некоммерческой организации «Территория возможностей». Это старший воспитатель детского сада номер 103 комбинированного вида города Ухта. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Уже объявили, что я представляю автономную некоммерческую организацию Центр развития психолого-педагогической коррекции и социальной адаптации семьи и ребенка, территории возможностей, город Ухта. Наш центр наша автономная организация была создана на базе детского дошкольного образовательного учреждения, детский сад номер 103. В то время мы были компенсирующего вида, но теперь вот с сентября 2020 года детский сад реорганизован, и теперь он стал комбинированного вида. Значит, почему мы начали разрабатывать проект по созданию дистанционного диагностико-консультационного центра? На протяжении 3 лет, начиная с 2018 года, на территории МОГА Ухта фиксируется рост детей дошкольного возраста с различными патологиями и трудностями в обучении. Проанализировав ситуацию и в других муниципалитетах, таких как Твук, Тылкниш, Погусский район, Сосногорск, Троицко-Печорск, Печора, мы увидели схожее положение. Данные мы взяли из Федерального реестра инвалидов Министерства образования Республики Коми и также Управление образования Ухты, администрации Ухты. И для получения качественной коррекционной помощи детям с инвалидностью и ОВЗ мы увидели следующие проблемы. Ограниченное количество мест в группах компенсирующей направленности, вследствие чего дети с ОВЗ посещают общеразвивающие группы. Местоположение нашего региона создает дополнительные трудности в получении своевременной консультационной помощи семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья. Например, отдаленные поселки, в которых имеются МДО общеразвивающего вида и отсутствуют специалисты. Наблюдается дефицит узких специалистов, педагогов коррекционной направленности и психологов. Исходя из анализа потребностей получения квалифицированной помощи родителям, имеющих детей с инвалидностью и УВЗ, возникла идея создания дистанционного диагностико-консультационного центра на базе нашего центра. Наш город находится в центре республики, обеспечен достаточным количеством специалистов коррекционного профиля, тесно взаимодействует с дошкольными учреждениями компенсирующей направленности, с уфтинским филиалом ЦПМПК. Все коррекционные педагоги регулярно повышают уровень своей профессиональной компетентности на региональном и федеральном уровнях. В ноябре 2019 года нам были поданы документы на участие в грантовом конкурсе, в котором было выиграно 500 тысяч рублей. И с 6 апреля 2020 года начались подготовительные мероприятия по созданию дистанционного диагностико-консультационного центра. Как в воду глядели, что мы пригодимся как дистанционный, нагрянула пандемия. Благодаря средствам фонда президентских грантов был создан сайт организации «Территория возможностей» тория.ру.
На сайте имеется вся необходимая информация, которая пригодится родителям, воспитывающим детей с УВЗ, а также сведения о кадрах, различные анкеты, обучающие ролики, график работы и многое другое. Создана группа в социальной сети ВКонтакте, которая частично дублирует информацию сайта, а также служит средством быстрой связи с семьей. Прошли обучение 3 специалиста в Санкт-Петербургском институте раннего вмешательства, каждый по 3 модуля. Приобретено специальное оборудование, необходимое для работы центра. Мебель, ноутбуки, наушники, видеокамера, телефон мобильный, мини-АТС с телефоном и интернетом. Проведена рекламная кампания, и информационные буклеты были распространены в социальных сетях ВКонтакте, на страничках в разных городах и поселках. Также мы распространяли информацию при помощи наших социальных партнеров, а именно материал о работе центра был показан на телеканале Юрган и на канале ГСП. После чего Центр приступил к реализации проекта, то есть непосредственной работе с семьями. Срок реализации этой части проекта с 1 сентября 2020 года по 31 марта 2021 года. Комплекс услуг, оказываемых дистанционно и очно на междисциплинарной основе детям целевой группы и их семьям, это консультационные услуги по созданию условий для развития обучения и интеграции в общество детей с УВЗ, формирование позитивного взаимодействия и отношений детей и родителей, детей и педагогов, детей с их сверстниками, повышение компетентности родителей в вопросах коррекционного обучения и социальной адаптации детей с УВЗ. В Центре действует семейно ориентированный принцип работы, который направлен на тесное взаимодействие специалистов с родителями, а также другими важными для ребенка людьми с целью обучения взрослых умениям и навыкам развивать ребенка с учетом его способностей. Работа центра организована следующим образом. Посетители обращаются к дежурному администратору по телефону, сотрудник проводит первичный опрос с целью выявления проблемы, далее администратор направляет клиента на консультацию к специалистам центра, учитель-логопед, дефектолог, педагог-психолог, специалист по раннему вмешательству, социальный педагог. Консультации проводятся как в очной, так и в дистанционной форме. Специалист центра осуществляет первичную диагностику ребенка, обозначает наличие или отсутствие проблемы, оказывает консультативную помощь совместно с родителем, законным представителем, составляет план решения проблемы. Сотрудники центра составляют индивидуальный маршрут ребенка, они имеют право рекомендовать посещение врачей, других специалистов, либо разрабатывают комплекс обучающих занятий для самостоятельной работы родителей с ребенком. Специалисты смотрят, нужна ли помощь специализированных центров, что могут родители сделать сами для развития своего ребенка, как создать дома коррекционно-развивающую среду, какие игрушки, предметы можно использовать в играх с ребенком для развития познавательных процессов и речи. Интересной и результативной формой работы с детьми в присутствии работы с родителями является практическая деятельность специалистов с детьми в присутствии родителей. Так родители наглядно видят, как можно заниматься с ребенком. Спустя какое-то время родители повторно обращаются в центр для беседы со специалистами о ходе выполнения рекомендаций, делятся своими наблюдениями, рассказывают, что получилось, что не удалось. На слайде была представлена модель оказания помощи семье. На следующих слайдах представлено дистанционное и очное консультирование семей, очное консультирование родителей логопедом и дефектологом. Тут у нас фрагменты обучающих занятий по адаптивной физкультуре, видеоуроки для родителей логопед и дефектолог. Заключительный этап рефлексивный, он у нас шел с 1 по 31 марта. Была проведена конференция дистанционная для заинтересованных лиц об итогах деятельности центра. Публикация результатов деятельности центра в СМИ на официальном сайте Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, обработка результатов деятельности центра при помощи опросников и анкет. В результате деятельности центра с 1 сентября по 31 марта Центр оказал безвозмездную помощь 352 семьям из различных городов республики и поселков. Родители воспользовались как очными, так и дистанционными услугами нашего центра. В центр также обращались педагоги, работающие в детских садах общеразвивающего вида, с целью получить помощь в составлении образовательных маршрутов для детей с УВЗ.
Значит, на слайдах представлены рубрики нашего сайта. Вот непосредственно это тест «Первые признаки аутизма у ребенка МЧАТ». Здесь также, если пройти, то вот по меню, то можно увидеть, что там домашние рекомендации для поддержки терапии, нарушений сенсорной интеграции и так далее. То есть очень много различные первичные опросники для родителей, видеоуроки. В результате работы Центра с семьей родители и законные представители владеют подробной информацией об имеющемся дефекте у ребенка, видят пути решения проблемы. Информация о медицинской реабилитации ребенка, принимают активное участие в реабилитационных мероприятиях. Информация об особенностях, способах и методах воспитания ребенка-инвалида или ребенка с ОВЗ в разрезе индивидуального дефекта ребенка. Информация о коррекционно-развивающем обучении ребенка-инвалида или ребенка с ОВЗ. Принимают активное участие в коррекционно-развивающем процессе, имеют устойчивую мотивацию к деятельности при условии возможности коррекционного обучения в силу имеющихся отклонений. Владеют навыками психологической разгрузки. Мы получили непредвиденные ситуации деятельности Центра. В результате пандемии и строгих ограничительных мер не удалось привлечь волонтеров, студентов, которые были заявлены для деятельности по распространению информации о дистанционном диагностическом центре. Большинство семей с детьми с ОВЗ, проживающие в городе Ухте, хотели бы получать только очные консультации. Некоторые семьи, проживающие в отдаленных районах, не могли посетить хотя бы разовую очную консультацию в силу действующих строгих ограничительных мер в результате пандемии и по другим причинам. Уникальные результаты проекта. Создана возможность оказания помощи семьям с детьми, опробированы методики и способы действий, налажены прочные межведомственные связи с организациями города. Центр оказывает консультативные услуги заинтересованным гражданам региона Коми. Центр может оказывать помощь педагогическому сообществу региона Коми. Центр продолжает свою дальнейшую работу, проект пролонгируется и масштабируется. Ольга Валентиновна, спасибо большое. Буквально. Ближайшие перспективы мы видим на слайде. У меня есть два вопроса. Один такой организационный, на второй вы наполовинку уже ответили. Правильно я поняла, что ваш центр консультационный существует за счет грантовых средств? Ну да, только 500 тысяч было выиграно. Почему? Потому что мы зарегистрировались в начале 2019 года как НКО, и, соответственно, по регламенту президентского гранта мы через полгода могли заявиться только на 500 тысяч. Все специалисты, сегодня Наталья Юрьевна говорила уже об этом, мы оказываем как волонтеры помощь. То есть вы работаете все как волонтеры там, да? Да. Удивительные люди, потому что Наталья Владимировна сегодня в пленарном заседании тоже говорила про ваш консультационный центр. Я желаю вам удачи и побед в грантах, потому что мы тоже активно занимаемся грантовой деятельностью. Не всегда это получается, да, там очень много формальных признаков и титанических усилий, оформительских, порой не то, что идея или коллектив, сколько вот такие формальные признаки, которые не дают возможности выигрывать гранты, мы это прекрасно понимаем. Но вот вы, когда рассказывали про деятельность своего центра, возможно, коллеги, вы тоже с этим сталкивались, и потом вы немножко ушли в другую сторону и ответили на мой вопрос. Это по поводу консультирования родителей в дистанционном формате, особенно в аспекте проведения диагностики. Я, может быть, человек прошлого века, очень не понимающий современных технологий, но я не понимаю, имея дефектологическое, логопедическое образование, как можно дистанционно продиагностировать ребенка. Нет, конечно. Одно дело, когда мы там предъявляем ряд заданий, и то мы не видим половины того, что должны видеть живой мышечный тонус, и как ребенок реагирует. Другой вопрос стимульного материала, которого у родителей просто нет, да, и там родитель, который выступает посредником, искажает диагностическую картину. Вот как вы организовывали этот процесс? Мы именно, конечно, приглашаем семью в центр по возможности. По возможности они приезжают, мы смотрим, диагностируем. Если же нет, то приходится по видеосвязи. Единственное, что вот, ну, конечно, это трудности определенные, и вот я и сказала, что они именно возникли, но поскольку все равно не все могут приехать, то хотя бы частично. Видите, у нас же мы не столь зациклены именно на коррекционной работе, как вы услышали, да, а мы именно на сопровождении семьи. То есть вот то, что мама говорила, она была
вообще в состоянии аффекта. Вот эти мамы, папы, бабушки, дедушки, они трубят, и они не знают хотя бы, что делать дома. Поэтому вот именно работа заключается именно на поддержку окружающих людей больше. Ну, естественно, центр – это ребенок. Я потом как раз увидела, что вы говорите, да, все родители все-таки желают очно и настаивают на очной консультации. У меня прямо отлегло, думаю, ну, все-таки где-то есть какое-то рациональное зерно. Даже были и СНТ, и даже отсюда от вас приехали. Мы настолько были поражены, что из Сыктывкара люди к нам приехали. У нас мы, естественно, подстраиваемся, мы выстраиваем свой график, чтобы семья как можно меньше времени провела в Ухте, там и занялась своими делами. Мы подстраиваемся, и начинали мы как 2 логопеда, 2 дефектолога и педагог-психолог, социальный работник. Сейчас это уже 6 дефектологов. К нам присоединился специалист по адаптивной физкультуре. Это настолько какой-то подарок судьбы, потому что вообще человек из Лабытнанга приехала, прислала случайно в садик к нам вот это резюме. Мы за нее уцепились, я везде позвонила, везде говорю, нам нужен специалист. Устроена она в детский сад как инструктор по физкультуре. Нет специалистов, даже в штатке нет специалистов вот, именно по адаптивной физкультуре. Очень трудно. И вот прямо подарок судьбы, настолько грамотно и настолько вот творческий. Вот здесь у нас как раз создание сенсорной комнаты и создание реабилитационного центра для детей с ОВЗ. Это уже ее детище, она над этим работает. Только человек присоединился, и вот сейчас она до конца июня подает лукойловские гранты на сенсорную комнату, и потом вот в ноябре мы будем подавать создание реабилитационного центра именно вот нарушение опорно-двигателя со всеми. Сейчас мы уже имеем право на большую сумму подать, очень хотим, конечно, выиграть, чтобы вот это вот создалось, потому что очень... Спасибо, Ольга Валентиновна, уважаемые эксперты, коллеги, есть вопросы к энтузиастам? Ну, как, в общем-то, мы все, но тут совсем люди энтузиасты. Да, еще есть такая проблема, может быть, вы подскажете тоже, я хотела задать такой вопрос. У нас нет такого специалиста, может, здесь в Сыктывкаре есть, просто я не знаю. Это эрготерапевт, специалист по нарушению пищевого поведения. Мы с вами индивидуально побеседуем по этому поводу после непосредственно работы площадки, хорошо? Мы хотим обучиться, потому что проблема вот вообще... как раз вот с проблемой обучения и мы обсудим, потому что там сейчас, видите, коллеги, тоже в очень модных направлениях очень много неспециалистов, к сожалению, на сегодняшний день. И поэтому у нас, как выяснилось, есть ABA-терапевты в Сыктывкаре сертифицированные, хотя невозможно это сделать в дистанционном формате, это априори, это нужно ехать стажироваться, это проходить разные уровни программы, но у нас есть, которые занимаются в частном порядке с детьми с расстройствами аутистического спектра. И дети дают откат от социальных форм поведения к пищевым формам поведения после ABA-терапии. И нейропсихологи, и кинезиотерапевты. Здесь нужно иметь очень разумный подход и понимать, где это обучение проходить и что в результате. Именно поэтому я думаю, что мы побеседуем индивидуально. У нас проблема именно не к тому, как, а именно, что дети вообще отказываются есть. Аутисты именно вообще отказываются. Спасибо, Ольга Валентиновна. Мы желаем вам удачи и побед в грантах, и выигрывать миллиарды, а не миллионы. Спасибо. А я предоставляю слово Косолаповой Мариане Валерьевне. Это директор Центра развития ребенка детский сад номер 19 с выступлением «Реализация проекта «Мы вместе» в рамках деятельности консультационного центра дошкольной образовательной организации для детей с ограниченными возможностями здоровья». Пожалуйста. Ну, я являюсь директором детского сада, в котором открыты сейчас 2 группы компенсирующего вида, и являюсь ребенка со статусом ОВЗ, так что с 2 сторон как-то пытаюсь решать проблему как руководитель и как родитель, да, ее вижу, может быть, с другой стороны немножко, да, и вот о наших немножко, шагах в этом направлении, как учреждение, хочу рассказать. Как любой проект, наш проект направлен на решение возникающих перед коллективом проблем. Одна из них – рост количества детей, требующих особых подходов к их воспитанию и образованию. На базе МДАУ был создан психолого-педагогический консилиум. По запросу воспитателей, специалисты, учитель-логопед, педагог-психолог обследовали детей и направляли на ПМПК. Так появились первые дети со статусом. Они посещали группы общеразвивающей направленности, а воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог нарабатывали первый опыт разработки и реализации адаптированных образовательных программ. Многие родители не принимали ситуацию, не готовы были к сотрудничеству, отказывались от прохождения ПМПК. То есть это носило вообще массовый характер.
Появление льгот для детей со статусом ОВЗ резко поменяло ситуацию. Родители охотнее стали оформлять документы, проходить по МПК ради льгот. К 2020 году детей с особыми образовательными потребностями стало более 20. Возникла потребность перевести нашу деятельность на качественно новый уровень. Проанализировав ситуацию, мы вышли с ходатайством к начальнику управления дошкольного образования об открытии 2 групп компенсирующего вида на базе нашего учреждения. Муниципальное бюджетное учреждение Центр психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения города Сыктывкара под руководством сборной Натальи Владимировны оказал бесценную помощь. На базе МДАУ было проведено 2 заседания по МПК. На начало апреля был сформирован состав подготовительной и старшей групп компенсирующего вида из детей нашего детского сада и близлежащих детских садов. Но хочу уточнить, что детский сад находится в поселке, достаточно удален от центра города, да, и поэтому вот эта проблема открытия групп, она стояла не только для нашего учреждения, а вообще для родителей близлежащих поселков. И почему бесценная помощь в выездном по МПК? Она в том, что родители наши ни одного шага, контингент таков, почти сельская местность, да, что очень трудно их мотивировать. Но когда уже здесь все вам приготовили, пожалуйста, да, оформили документы, давайте будем это делать вместе. Вот эта работа у нас пошла. Вот. Тщательно был подобран и прошел профподготовку кадровый состав групп и специалисты. Встал вопрос оснащения предметно-пространственной образовательной среды и выстраивания взаимодействия всех участников образовательного процесса. И так возникла идея проекта «Мы вместе». Создание на базе нашего МДАУ родительского клуба как формы сопровождения семей, воспитывающих детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. Изучив документацию по открытому конкурсу, проводимому в целях обеспечения реализации проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров служб помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, в рамках реализации мероприятия, реализации организационно-методических моделей и стандартов дошкольного образования путем актуализации нормативно-методической и методологической базы, а также экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения, ведомственная целевой программа развития современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования, государственная программа Российской Федерации развития образования, на предоставление гранта в форме субсидий и средств федерального бюджета Российской Федерации, так сложно называется. Эту модель мы представили на конкурс. Да, сложные были оформления, как Татьяна Анатольевна сказала, да, очень трудно было все это соблюсти, все это сделать, но вот мы прошли. И модель функционирования родительского клуба «Мы вместе» строится на взаимодействии специалистов МДАУ Центра развития ребенка детский сад номер 19 города Сыктывкара с родителями, законными представителями, с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами по вопросам оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в форме групповых индивидуальных консультаций в очной и дистанционной формах, в том числе с привлечением специалистов сторонних организаций. Общая стоимость модели с учетом финансирования за счет средств грантовой поддержки, средств Республики Коми и внебюджетных средств нашего дошкольного учреждения составляет 990 220 тысяч рублей. Договоры о сотрудничестве в рамках реализации мероприятий родительского клуба «Мы вместе» заключены со следующими организациями, расположенными на территории города Сыктывкара и за его пределами. Это наш Центр психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения города Сыктывкара, учебно-методический центр города Москвы, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеобразовательного вида» номер 62 «Аленький цветочек» города Котласа и учреждение Ухты и нашего Сыктывкара. Темы встреч родительского клуба, вот здесь на слайде, я не буду их озвучивать, но только встречами работа родительского клуба, она у нас не ограничилась. Только планом мероприятий клуба встречи не ограничиваются. Каждая среда – это день индивидуальных консультаций, встреч, бесед с родителями всех специалистов, администрации МДАУ. На таких встречах мы помогаем родителям принять ситуацию, стать активным участником образовательного процесса, мотивируем родителей соблюдать рекомендации по МПК, консультации врачей, медикаментозное лечение. И о результате кратко скажу. Мы еще малышня, да, мы только начали эту работу, да, погрузились. И вот к концу года можем о каком результате мы сказать. Самое первое – это положительная динамика у всех детей. У детей подготовительной группы, у детей старшей группы.
Повышение квалификации 8 педагогов и специалистов по программам дошкольная дефектология, детская нейропсихология, методы диагностики и коррекции, логопедический массаж, особенности построения образовательного процесса в группах компенсирующей направленности и других. То есть во время подготовки к открытию групп и за время работы, да, по запросам педагогов мы проходили различные курсы, а также очень качественный семинар нам провели специалисты Центра психолого-педагогического сопровождения, чтобы мы могли погрузиться, начать работу, потому что это было очень тяжело начинать. Также накоплен бесценный опыт работы в группах с ТНР. Сработалась команда специалистов, которая готова обеспечить высокий уровень сопровождения детей с особыми образовательными потребностями. Как уже коллеги озвучивали эту мысль, как вот есть цель и как приходят люди. Вот как сказала коллега, что человек пришел, да, у нас тоже пришел, сначала устроился логопедом, очень хороший, как сказать, профессионал, учитель-дефектолог. И под ее руководством пришли молодые логопеды, которые не имеют опыта работы. Но вот эта команда за год, то есть наработался опыт, наработалась система, то есть вот уже есть этот коллектив специалистов, плюс педагог-психолог у нас опытный, и мы уже можем говорить о том, что мы готовы качественно, на более уже высоком уровне осуществлять эту деятельность. Так, и опыт работы родительского клуба мы вместе, он накоплен и как бы будет продолжен в том плане, что мы опять набираем новую группу, да, к нам придут новые дети, новые родители, мы учтем опыт. Очень тяжело было в условиях самоизоляции работать, то есть мы работали малыми группами, все равно родители никак не идут на заочные консультации, да, но по телефону еще могут пообщаться, да, но это очень трудное общение, и в формате малых групп мы работали с каждым родителем, даже индивидуально. Даже я как руководитель приглашала к себе, потому что родители у нас никак, очень трудно принимают ситуацию, очень трудно выходят на ПМПК, очень трудно осознают, что написано в заключении, да, рвут, швыряют. В общем, и такие у нас ситуации были. И уже я как мама закрывалась с ними в кабинете и проговаривала, да, для чего мы это все делаем, что это нужно ребенку, что ребенок в итоге получит, и уже рассказывала свой опыт, уже не скрывая, какая у меня ситуация, да, и вот многие родители, вот именно когда личный опыт свой представляешь, вот личную боль, да, вот уже начинают как-то принимать ситуацию и становятся соратниками. Дальше появился опыт выездной экспертной комиссии для диагностической консультативной помощи педагогам, родителям, обучающимся школы номер 9 и детского сада номер 65 в рамках проекта «Родительский клуб». То есть это дает возможность оказания необходимой консультативной помощи на дому, то есть родителям с детьми, кто не может прийти в детский сад, кто дети-инвалиды, которые не могут посещать, и родители не могут отлучаться, да, то есть наши специалисты уже наработали опыт выезда, работы в других учреждениях, поэтому они как командой могут выехать в любую семью, да, оказать комплексную консультативную помощь. Дальше, по возможности трансляции нашего опыта, да, в связи с ограничительным мероприятием был небольшой. Это в рамках стажировочной площадки управления дошкольного образования, в рамках работы учебно-методического центра города Москвы, на своем официальном сайте, на страничке группы ВКонтакте, на страничке родительского клуба «Мы вместе». И очень много, да, на всех уровнях, на всех площадках говорится о проблемах. Это одна из них, это недостаточная включенность родителей в образовательный процесс, непонимание трудностей детей, систематическое невыполнение рекомендаций узких специалистов и специалистов медицинского профиля. Не знаю, как другие коллеги столкнулись с тем, что родители, когда читают рекомендации заключения психолого-медико-педагогической комиссии, они нам в ответ говорят, это рекомендации. То есть, когда мы говорим, что лучшие наши друзья – это психиатр и невролог, родители отказываются, это, говорит, все у нас не так, как тут написано. То есть, вот это, и родители недопонимают, что рука об руку идет образование, медицинское сопровождение. Это вот просто беда, то есть, сразу видно детей, динамику их, у кого есть медицинское сопровождение, у кого чьи родители слышат и понимают, что должны делать, и у кого его нет, то есть, динамика другая. Можно я уже добавлю в резолюцию? Вот есть такая проблема, да, что у нас недостаточно инструментов влияния на родителей, отсутствие у родителей обязательств, это же рекомендации. Мы отвечаем перед, как бы скажем,
перед партией, да, за то, что мы за свою работу, а родитель хочет — выполняет, и хочет — нет. В рекомендациях для родителей по сопровождению детей нужно всегда есть подключение врачей узких специалистов. Родители могут посетить данных специалистов, могут не посетить, и, соответственно, не обеспечивать медикаментозное сопровождение. Необходимо на законодательном уровне закрепить ответственность органов, которые будут вести контроль выполнения рекомендаций. Возможно, это руководители поликлиник или вот... Почему это, только право? Марианна Почему не Валерьевна, обязанность? невозможно, потому что закон об образовании мы нарушить не можем. И Семейный кодекс Российской Федерации в том числе. Это, конечно, имеет рациональную основу, но законодательно нам не даст никто провести такую инициативу. Это просто невозможно. По поводу, вот вы подняли очень такие актуальные проблемы. Во-первых, меня порадовал опыт с позиции межведомственного взаимодействия. Вот здесь как раз оно показывается, насколько оно эффективно. Мы второй раз уже во втором выступлении поднимаем как раз вот опыт родительства и родителей как инициаторов. Да? И я призываю дошкольные образовательные организации присоединиться к этому клубу, потому что уже вышли за уровень территории Республики Коми, у вас получается уже такой опыт, куда включены и другие субъекты, и Москва, и Котлас. Присоединяйтесь, коллеги, чтобы есть такая возможность создания родительского клуба. И вот на фоне решений родительского клуба и, может быть, потом общественной организации, в которой вот эта клубная деятельность перейдет, вы сможете предлагать подобные решения, но право в рамках законодательной деятельности. Вот это очень тормозит. По реально поводу образовательный приема процесс. лекарственных препаратов и медицинского сопровождения. Вот здесь, вы знаете, вот как раз у любой монеты есть две стороны. Да? И здесь есть, когда мы понимаем, что должно идти здравоохранение, и родители помогают друг другу, и родители консультируют и поддерживают. А вторая сторона, когда родители начитываются страшилок в интернете, да, и не боятся не только медицинского сопровождения, но и любого психолога, педагогического, а особенно как огня боятся психиатра. А психиатр – это именно тот человек, в руках которого вся МКБ-10, да, и который дает основные заключения, с которыми мы работаем. И в этом случае, когда родители сомневаются, я всегда им говорю: пожалуйста, в ваших руках сходить не к одному специалисту, сходите к 3. Если 2 заключения будут одинаковые, да, с назначением, тогда есть необходимость задуматься о том, что это действительно так. Конечно, к сожалению, у нас вот таких возможностей в республике не всегда они есть, да, по психиатрии. И чаще всего вот в практике работы мы видим то, что именно родитель нуждается в психотерапевтической супервизии. Потому что как только вот эта супервизия родителю оказывается, с ребенком работать легко. Тогда ребенок становится открыт. Можете со мной не согласиться, конечно, коллеги. У нас, да, есть родители, которые вот эта среда у нас, например, да, вот у психолога, дефектолога, они как работают, именно вот их убеждают, как-то вот с ними, как вот знаете, вот, они приходят, порыдают, поплачут, да, и вот в такие моменты, в такие беседы, да, вот именно тогда закладывается вот это вот взаимопонимание, наконец, да, что необходимо делать, чтобы мы получили вот то, что хотим получить, хороший результат. Да, здесь должна быть, конечно, очень хорошее психологическое, даже психотерапевтическое сопровождение родителей, потому что часто родители неудачи своего ребенка воспринимают как свои собственные, да, как свои собственные какие-то проблемы, как собственную какую-то такую ситуацию, с которой родитель не может выбраться. И, конечно, это вы делаете огромное дело. Призываю дошкольные образовательные организации Республики Коми присоединиться к проекту, потому что чем больше людей, тем больше есть возможность участвовать в грантах и привлекать финансирование с разных источников и, конечно, делиться опытом. Спасибо большое. Эксперты, коллеги, есть вопросы? Комиссии столкнулись сейчас на протяжении 2 лет последних с такой тенденцией. То есть если раньше родители, проходя по МПК, однозначно все-таки принимали решение перевода ребенка в группу компенсирующей направленности, и их не сдерживало дороги, расстояния и так далее. У нас детей возили с Максаковки, вот зато это детский сад 8, это орбита, да, то есть это вот, да, какие нужно 2 автобусами и так далее. Сейчас тенденция немножко меняется, и на комиссии они, да, соглашаются с заключением, они понимают, что это программа ЗП или что-нибудь, но они говорят: я буду ходить в детский сад по месту жительства, мне так удобно, нашей семье так удобно, да, и сейчас очень сильно усложнилось перед директорами, заведующими
случае ситуация создания условий. А так как это учреждение вот в отдаленном, да, так, территориально, да, расположении города, то есть поселковом, родителей много, и на самом деле 3 корпуса столкнулись с ситуацией, когда контингент детей с ОВЗ, с инвалидностью в одном учреждении за это время значительно как бы он увеличился. 45 уже. И да, и именно просто архиактуальной стала задача создания условий. То есть это задача перед руководителем, головная боль, да, создание команды, поиск специалистов, да, решение вопросов по финансированию. И вот Марьяна Валерьевна, как она так достойно решает, пробивает, двигает. Но на самом деле в реалии сегодняшнего дня. И не только поэтому детскому саду, а даже городские, чаще родители стали говорить о том, что надо переходить в свой детский сад. Да, спасибо. Молодцы, что собрали такую команду. Вот видите, как за короткий период времени, и вы ей гордитесь, это очень отрадно. Мы продолжаем, и у нас сейчас онлайн подключение. К нам присоединяется Крушева Елена Вячеславовна, учитель-логопед детского сада номер 2 села Ижмы, и Тарасенко Татьяна Николаевна, педагог-психолог из этого же учреждения. И они представляют нам опыт работы консультативного пункта по оказанию психолого-педагогической помощи детям с особенностями развития. Здравствуйте, коллеги, мы рады вас приветствовать. Вам слово, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Вы нас видите? Да, мы вас видим и слышим, все прекрасно. Прекрасно, спасибо огромное. Тема сегодняшнего семинара не менее актуальна и для сельских и деревенских детских образовательных учреждений. По следующим основаниям. Особенные дети или дети, требующие дополнительного внимания, хоть и в небольших количествах, но имеются. Извините меня, конечно, я забыла представиться. Наталья Валерьяновна Чупрова, заведующий детским садом номер 2 села Ижма. Работу будет представлять Елена Вячеславовна Кушева, логопед. Итак, особенные дети или дети, требующие дополнительного внимания, хоть и в небольших количествах, но у нас тоже есть. Второй момент. В условиях деревни в образовательных детских учреждениях еще не созданы все необходимые материально-технические условия, какие мы сегодня видели из опыта работы своих коллег. Далее, остро ощущается уже в непосредственной работе с особенными детьми недостаток квалифицированных специалистов, в том числе узких специалистов, это дефектологов, сурдопедагогов и других. Недостаточная компетентность в вопросах развития и образования детей с особенностями, образовательными потребностями. Это тоже тот момент, один из моментов, которые у нас, допустим, в условиях сельского детского сада, в условиях проживания в сельской местности, это тоже актуальный момент. В нашем районе отсутствуют детские сады или даже группы компенсирующего вида. Но в силу того, что наш детский сад стали посещать дети с ОВЗ и дети-инвалиды, у нас появилась потребность научиться работать с детьми с особенными образовательными потребностями. Для помощи детям, родителям и педагогам в детском саду стал функционировать консультативный пункт. Нужно отметить и тот момент, что в силу дефицита специалистов в условиях проживания в отдаленном сельском районе помощь специалистами, консультации оказывается не только детям, посещающим наш детский сад, но и всем тем, кто обращается за этой помощью к нашим специалистам. Нашему детскому саду всего 6 лет. Консультативный же пункт функционирует всего 1,5 года, но определенный незначительный опыт сопровождения детей с особенными образовательными потребностями у нас уже имеется. И сегодня этот опыт представит Елена Вячеславовна Крушева, учитель-логопед. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Еще раз представлюсь, меня зовут Крушева Елена Вячеславовна, учитель-логопед в детском саду села Ижма. Сейчас общеобразовательные дошкольные учреждения посещают...
Сейчас общеобразовательные дошкольные учреждения посещают все больше детей с особыми образовательными потребностями. Сегодня мы хотим вам представить опыт работы консультативного пункта детского сада номер 2 с детьми с особыми образовательными потребностями. Для оказания помощи детям и родителям на базе нашего детского сада функционирует консультативный пункт, где оказывается комплексная помощь всех специалистов. В наш консультативный пункт входят следующие специалисты. Это учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, старший воспитатель и медицинская сестра. Работу мы выстроили следующим образом. Воспитатель, обратив внимание на трудности ребенка, рекомендует обратиться в консультативный пункт к специалистам. По заявлению родителей мы проводим диагностику с детьми, после чего повторную консультацию с родителями. Родители могут получить рекомендации это по развитию ребенка в домашних условиях, посещению узких медицинских специалистов, пройти ППК, это в дошкольном учреждении, или ПМПК, и включить ребенка в список на индивидуальные коррекционно-развивающие занятия со специалистами. Также проводим консультацию с воспитателями о плане работы с данным ребенком и рекомендации. В нашей практике встречались несколько случаев детей с особыми образовательными потребностями. Итак, ребенок с расстройствами аутистического спектра. Наблюдалось необычное поведение у ребенка. Он играет сам по себе, не общается со сверстниками, придумывает свои игры. На занятиях может громко петь и смеяться. Воспитатель обратился за помощью к специалистам консультативного пункта. Было проведено обследование, после чего проведена работа с родителями о необходимости посещения узких медицинских специалистов. Родители были не согласны, так как считали его поведение обычным для данного возраста, и по мере взросления у ребенка все нормализуется. Мы внесли ребенка в список на индивидуально коррекционно-развивающие занятия с логопедом и психологом. Специалисты показали работу с ребенком в течение 2 месяцев и убедили родителей, что нет положительной динамики. Родители отвезли ребенка на обследование, и был поставлен диагноз расстройства аутистического спектра. Мальчику назначено медикаментозное лечение и рекомендована работа со специалистами, после чего был разработан индивидуальный маршрут для ребенка с его индивидуальными особенностями. Познакомили воспитателей с особенностями поведения ребенка, дали рекомендации по работе с ним, а также проведена работа с родителем. В ситуации с данным ребенком специалисты консультативного пункта оказали помощь родителям, это именно увидеть проблему ребенка и обратиться к узким медицинским специалистам. Следующее – это ребенок с задержкой психического развития. У ребенка проблемы со здоровьем. Он проходил длительное лечение, операция и восстановление. Родители уделяли внимание его здоровью, но упускали тот момент, что у ребенка упускали момент развития ребенка. Мальчик стал полноценно посещать детский сад только с 5 лет. Адаптация в детском саду была трудной. Много запретов у ребенка. Это прыгать, бегать. У него было индивидуальное питание. И это затрудняло общение с другими детьми. На момент поступления в садик уровень его развития соответствовал только 3 годам. Но родители предполагали, что ребенок не нуждается в индивидуальной программе и догонит своих сверстников. Мальчик имел статус ребенок-инвалид, и по рекомендации специалистов консультативного пункта был обследован на ПМПК. Учреждение разработало для него программу и индивидуальный маршрут. У ребенка стала наблюдаться положительная динамика развития, ему стало интересно заниматься, и он стал ходить в детский сад уже с удовольствием. В ситуации с данным ребенком
Специалисты консультативного пункта помогли родителям узнать о возрастных особенностях развития ребенка и о необходимости индивидуальной программы для мальчика. Следующее – это ребенок с нарушением слуха. Ребенок в возрасте 2 года после кохлеарной имплантации на правое ухо и со слуховым аппаратом на левое ухо. Ребенок нуждается в работе с сурдопедагогом, психологом и логопедом. Отсутствие в районе узких специалистов, это сурдопедагог, дефектолог, не позволяет проводить работу с данным ребенком в полном объеме. Тем не менее, специалисты в тесном сотрудничестве с родителями ведут коррекционно-развивающую работу, которая уже дает определенные положительные результаты. Ребенок уже идет на контакт, ребенок уже понимает речь, отзывается, отвечает с помощью жестов и звуков, уже различает звуки, умеет и отбивать длинные, короткие. Также развивает психические процессы в возрастной норме. Психолог и логопед разработали один индивидуальный маршрут и работали в паре для оказания помощи ребенку на занятия. Отрабатывали одновременно и слуховое, и зрительное восприятие. В данной ситуации родители проявили большой интерес, прислушались ко всем, но нуждались в постоянном сопровождении специалистов. Консультации, работы по развитию ребенка вне учреждения, так как родители столкнулись первый раз с такой ситуацией, и им было трудно понять, как с ребенком вести себя и как его развивать. Следующее – это ребенок с нарушением зрения. Елена Ребенок Вячеславовна, мы, к сожалению, крайне ограничены по времени. Мы вынуждены завершить ваше выступление. Хотелось бы задать вам несколько вопросов по его содержанию. Вы можете вернуться к нам на видеосвязь? Да, сейчас. Чтобы мы вас видели. Угу. Елена Вячеславовна, скажите, пожалуйста, все дети, о которых шла речь, они посещают вашу дошкольную образовательную организацию? Да. То есть это только ваши дети, которые посещают ваш детский сад. Тогда, а в чем специфика работы вашего консультационного пункта? Ну, проблема у нас, как оказалось, что родители не готовы принять, что дети не способны осваивать образовательную программу со своими сверстниками, и что они нуждаются в индивидуальной программе. Для этого, конечно, и нужно проходить и по МПК все это, и родители узких специалистов, и родители отказываются это делать. А у вас консультативный пункт работает только с родителями ваших воспитанников или с другими родителями тоже? Нет, с другими родителями тоже, но мы бы представили работу пока только именно своих. С других тоже обращаются, есть такие же ситуации. Вы представили деток абсолютно разных нозологических групп. И скажите, пожалуйста, кто у вас участвует в разработке индивидуальных образовательных маршрутов? Психолог, логопед, старший воспитатель. У нас во всех образовательных организациях есть только логопед. И для ребенка с РАС, и для ребенка с ЗПР, вы самостоятельно справились с составлением маршрутов. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, эксперты, пожалуйста, есть вопросы? Это замечательно, что у нас и в сельской местности обращают такое особое внимание, и вы видите, что есть детки с УВЗ, и просвещаете родителей о том, что это не исправится просто так, дети не перерастут, дети вдруг к 8 годам не заговорят, и вы выполняете огромную работу, и мы вам очень благодарны, и очень здорово, что делаете индивидуальные образовательные маршруты, и что постоянно развиваетесь, и детки у вас разные, и динамика, о которой вы нам говорили, хорошая. Мы желаем вам дальнейших успехов на вашем
нелегком поприще и больше понимающих родителей и благодарных воспитанников. Спасибо. А я приглашаю к выступлению следующего нашего специалиста Логинову Ольгу Валентиновну. Это учитель-дефектолог детского сада комбинированного вида номер 8 села Выльгард. И Ольга Валентиновна представит нам опыт по организации работы в специальных группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития. Пожалуйста. Так как меня уже представили, добрый день всем, сразу начну с выступления. С 1997 года в нашем ДОУ функционируют группы компенсирующей направленности. Это группы для детей с тяжелыми нарушениями речи и для детей с задержкой психического развития. Деятельность данных групп регламентируется нормативно-правовыми документами разных уровней. Основной целью работы групп является обеспечение условий для дошкольного образования, коррекции социальной адаптации и интеграции воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в обществе с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, достижение каждым ребенком уровня развития, соответствующего возрастным нормам. Основной задачей коррекционно-педагогической работы является создание условий для разностороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. Содержание образования и условия организации обучения, воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется реализацией адаптированных образовательных программ, разработанных в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования. Реализация программ предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку, позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой дошкольной и второй ступенью образования начальной школы. В специальные группы компенсирующей направленности зачисляются воспитанники в возрасте от 5 до 7 лет, прошедшие районный ПМПК, которым рекомендовано обучение по адаптированным программам. Также допускается прием детей в более раннем возрасте, но тоже на основании заключения ПМПК. Длительность пребывания воспитанников в группе определяется районной ПМПК в зависимости от динамики коррекции психического и речевого развития и может составлять от 1 года до 3 лет, в исключительных случаях до 4 лет. Режим работы данных групп 12-часовой. На данный момент обе группы посещают 25 детей. Получается, для детей с задержкой психического развития посещают 12 воспитанников, дети со статусом ОВЗ и ЗПР. Из них один ребенок-инвалид с тяжелыми моторными нарушениями, один ребенок-инвалид с задержкой психического развития на фоне синдрома Дауна и один ребенок-инвалид с нарушениями слуха. Группу для детей с тяжелыми нарушениями речи в этом году посещают 13 воспитанников, имеющие стойкие специфические отклонения в формировании компонентов речевой системы. Из них 4 ребенка имеют ОНР 2 уровня речевого развития и 9 детей с 3 уровнем речевого развития. Согласно положению, в группах компенсирующей направленности и реализацию коррекционно-образовательной программы под общим руководством заведующего и старшего воспитателя осуществляются следующие педагоги. Они на экране. Во всех группах ведется как общая документация, так и документация всех специалистов в соответствии с их должностными инструкциями и нормативно-правовыми актами. При построении системы коррекционной работы совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребенком на основе общих принципов работы и дополняют и углубляют работу каждого, что отражено в журнале взаимодействия, где прописаны цели и задачи в рамках календарно-тематического планирования, и игровые методы и приемы их реализации. Содержание образования в группах для детей с ОВЗ определяется рабочими учебными программами, разработанными на основе программно-методического комплекса «Готовимся к школе» под редакцией Шевченко и программы воспитания программы комплексно-образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи под редакцией Натальи Валентиновны Нищевой. Построение рабочих учебных программ основывается на комплексно-тематическом принципе.
И специфической особенностью данных программ является интеграция коррекционно-развивающего содержания во все виды совместной деятельности с детьми и в режимные моменты. Работа проводится как на фронтальных, коррекционная работа проводится как на фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятиях и пронизывает все образовательные области. Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, так и на основе выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. Педагоги, работающие на данных группах, направляют свое внимание не только на развитие речи, на развитие психических процессов, на обогащение представления об окружающем мире, но и на развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этими создается основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в итоге влияет на эффективное исправление всех дефектов. Одной из задач федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования является создание современно развивающейся предметной среды. И воспитанникам данных групп необходимо постоянное зрительное и вербальное запоминание материала. Именно в соответствии с этим мы строим и насыщаем всю свою работу. Также ведем тесную связь с родителями. Мы стараемся проводить не только консультативную работу с семьями, но и привлекаем родителей к активному сотрудничеству в работе детско-родительских клубов, игротек, родительских гостиных и других активных нетрадиционных форм работы. Также наши дети не живут обособленно, они являются участниками мероприятий, которые проходят в детском саду, в районе, и также в городских и республиканских конкурсах. И результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является качественная подготовка детей к школьному обучению. Наши воспитанники поступают в массовые школы, и по результатам диагностики выпускники хорошо осваивают программу. Уровень их подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам. Подготовка детей к школе оценивается учениками как хорошая, и родители воспитанников также удовлетворены подготовкой детей. На данный момент дети все прошли по МПК перед поступлением в школу, и из 25 детей один только ребенок у нас будет обучаться по адаптированной программе по варианту 7.1 в начальной школе. Большое спасибо, Ольга Валентиновна. Но у нас как раз вот тут инклюзивные процессы затронуты были только в аспектах организации общих мероприятий, да, активного участия детей в разных мероприятиях. А вот у меня тогда вопрос по этому одному ребенку, которому рекомендовано обучение по программе 7.1. Какие вот мероприятия вы реализуете по взаимодействию с школой, в которой пойдет ребенок? Так как мы живем в селе, у нас всего 2 школы, и мы тесно взаимодействуем с учителями начального класса. Все мы знакомы, и они уже, проходя по МПК, они уже звонят и спрашивают комиссию, какие дети поступают, чтобы им уже организовать свою дальнейшую деятельность. Раньше, до пандемии, да, 2 года год назад, с детьми даже посещали школу, ходили на экскурсии в школу, знакомились с будущими учителями, чтобы дети видели и знали своих будущих учителей. Ясно, спасибо большое. Коллеги, есть вопросы? Вопросов нет, эксперты. Большое спасибо за ваш опыт. И дальше я передаю слово Симптомовой Светлане Ильгизовне, начальнику отдела информационно-методического сопровождения Центра психолого-педагогического информационно-методического сопровождения города Сыктывкар. Светлана Ильгизовна расскажет нам про практику организации мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью в дошкольных образовательных организациях города Сыктывкар. Светлана Ильгизовна, пожалуйста. В указе президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года номер 204 о национальных целях и стратегических задачах
Вот такое, самое главное, это воспитание гармонично развитой социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья изначально заложена в стратегию развития инклюзивного образования. Ее цель – приобщать особых воспитанников к основам культуры и цивилизации, обеспечить включение в общество, подготовить к активному участию в социальной жизни. Дети с ОВЗ могут успешно усвоить и реализовать навыки общения, нормы, правила поведения, ценности, установки, характерные обществу здоровых людей. Они способны стать решительными, жизнестойкими личностями, умеющими бороться с невзгодами, имеющими лидерские позиции, активно взаимодействующими с людьми. Но для этого нужна постоянная целенаправленная работа всех структур и участников системы образования, родителей, сверстников, позитивный настрой самих особых детей. Сегодня наша встреча началась со спектакля театра особых детей, я их так назову. Среди этих детей я узнала 2 воспитанников, которые окончили наш детский сад, в котором я работала. И мне было очень приятно, я сидела, не сводила с них глаз. И вот именно то, что они успешны. И еще у нас есть одна художница, знаменитая наша Настя Лобецкая, которая тоже была воспитанницей 8-го сада. Вот я считаю, что вот те мероприятия, про которые мы будем дальше говорить, они тоже сыграли свою роль в их развитии, в их становлении как личностей. И мы сегодня остановимся на 3 мероприятиях городских. Это городской фестиваль «Дни радуги», городской фестиваль творчества семей, воспитывающих детей с инвалидностью «Минутка славы» и городской интеллектуально-речевой конкурс «Звучащий марафон речицветик» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Начнем с городского фестиваля «Дни радуги». Этот фестиваль всегда проводился в рамках Международного дня инвалида. Он проводится уже более 20 лет. Я, к сожалению, не помню точную дату, когда мы начали его проводить. Елена Тимофеевна, не помните? Но это было очень давно, еще в те времена, когда школа была в 8-м детском саду. Изначально это был фестиваль, он не был городским, он был просто фестивалем для воспитанников определенного детского сада, но потом он перерос, когда стали к нам приходить гости, когда стали приходить наши социальные партнеры, другие детские сады, он стал городским фестивалем. Этот фестиваль проводится ежегодно. Цель фестиваля указана на слайде. И вот сидела, вспоминала темы, каждый фестиваль, он посвящен определенной теме. И вот про каждое мероприятие, вот про это можно говорить очень долго, потому что это определенный отрезок жизни, это 10 дней, декада, получается, в жизни учреждения, в жизни города, когда дети с ограниченными возможностями здоровья и их друзья живут в определенном режиме работы. То есть каждый день это цвет радуги, там 7 дней получается рабочих, 7 цветов радуги. И каждый день посвящен определенной теме. И вот тематика фестиваля, вот она указана, это был «Радужный мир сказки», «Путешествие по радужной стране», «Сказки Сутеева». Был фестиваль, посвящен матрешке, где разбирали полностью историю матрешки от того, как она возникла и как с ней играть, учили родителей. 2018 год был посвящен Году культуры и столетию дошкольного образования. Вот этот фестиваль, он был очень камерный фестиваль. Здесь у нас были и театральные постановки, и мы в каждой группе были организованы определенные музеи. То, что есть у нас в городе, вот в каждой группе был как бы мини-музей создан. В 2019 году прошел арт-фестиваль под таким девизом «Доброта спасет мир». То есть темой этого фестиваля была «Мы дарили людям добро». В 2020 году, вот в связи с пандемией, арт-фестиваль «Дни радуги» прошел в режиме дистанционном, и назывался он «Страна игрушек». Здесь было подключено очень много учреждений городских, которые тоже работали в этом формате. Всегда во всех мероприятиях, во всех фестивалях
У нас есть очень хорошие помощники, наши друзья. Вот тоже они у меня перечислены здесь на слайде. Это специальная библиотека слепых имени Луи Брайля. Это Коми государственная филармония, Коми национальный театр, хор народной песни «Шудлун», средняя общеобразовательная школа номер 7, журнал «Радуга», театр марионеток город Чебоксары, Сыктывкарский государственный университет, студенты которого являются у нас постоянными волонтерами, Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени Куратова, тоже студенты постоянно помогают нам во всех мероприятиях. Ну и детские сады города. Так, вот здесь у меня небольшие такие фотографии с разных фестивалей, с разных дней. Можно просто посмотреть, как было весело и как интересно мы живем в эти дни. В каждом дне фестиваля принимают активное участие родители. По вечерам для них проводятся мастер-классы, и заканчивается фестиваль обычно большим гала-концертом, на который вот как раз приходят у нас наши друзья детские сады общеразвивающие, приходят разные театры. В течение всей декады тоже приходят, и театры тоже выступают со своими постановками. Вот тут Вера Булушева у нас была тоже, и деткам проводила мероприятия с детьми. Так. В течение фестиваля проходит очень много интересных мероприятий для детей и родителей. Вот. Фестиваль «Дни радуги» интересен для всех участников, он никогда не похож один на другой. В каждом таком фестивале есть своя изюминка, учет тех условий, которые существуют в данный момент. Это вот с родителями играли, с мамой очень интересно. Они у нас тут, спортивное развлечение было с родителями. По количеству участников фестиваля это гала-концерт, выставка, где дети тоже рисуют. Так, это мы немножко вернем. По количеству участников фестиваля. Здесь участвуют все дети, которые в данный момент находятся в детском саду, поэтому я даже цифру назвать не могу. И плюс еще где-то 50-60 человек со стороны наших друзей, которые к нам приходят для участия. Вот родители активно участвуют, они видят своих детей в разных условиях, они взаимодействуют со своими детьми, взаимодействуют с педагогами. Они видят успешность своего ребенка, и как в ходе фестиваля соблюдаются все санитарные правила, правила безопасности, обязательно медицинские работники присутствуют в это время в учреждении. И в результате вот этого фестиваля, когда родители видят, что да, мы можем, дети могут, появился вот такой городской фестиваль творчества семей, воспитывающих детей с инвалидностью «Минутка славы». Он появился в 2013 году. Появился потому, что мы столкнулись тогда с такой проблемой, что детки не проходили отбор на городские конкурсы, на разные творческие. И получается, что хотелось выступить, хотелось показать, что дети тоже могут. И просто взяли и организовали такой фестиваль. В 2013 году сразу вот была публикация. Это вот за 2017 год одна публикация была, вторая не помню за какой год. Этот фестиваль проходит через год. Вот по количеству участников. В 2013 году участвовало 23 семьи, 5 детских садов. В 2015 год уже 42 семьи, 7 детских садов. В 2017 году, это был, наверное, самый урожайный год, скажем так, 82 семьи, 16 детских садов. В 2019 71 семья, 56 творческих работ, 12 детских садов. В 2021 году сейчас 41 семья, 11 детских садов тоже прошло в формате дистанционном. Была создана группа ВКонтакте, и там выкладывались детские выступления. Творческие работы, вот сначала все это происходило в детском саду, но в 2019 году по количеству участников поняли, что невозможно всем разместиться в детском саду, потому что приходили не просто родители, они участвовали в этом фестивале. Так, это вернемся немножко, да. Они не просто участвовали, там были бабушки, дедушки, дяди, тети, которые хотели видеть, как их ребенок выйдет на сцену и выступит на сцене. И в 2019 году мы заключительный концерт провели во Дворце творчества детей и учащейся молодежи.
Тогда в концерте приняли участие 29 детей, 61 взрослый. На большую сцену фестиваля он вышел впервые за всю историю проведения, этот фестиваль. Праздник для участников фестиваля прошел в интерактивной форме, то есть не просто дети сидели и смотрели, они участвовали в действии, они выходили, они играли, и в то же время были музыкальные номера. И участвовали не только дети, участвовали семьи, родители, мамы, папы, братья, сестры, были хороший очень концерт. И вот как раз вот эти наши фестивали, они из городских даже переросли, наверное, в какой-то, я не скажу, что республиканский, но вот фестиваль межмуниципальный, да, межмуниципальный, потому что у нас очень активно участвовали детские сады Вильгарта, Визинги, Обьячева. И даже однажды ребенок с Обьячева приехать не мог, нам отправили видео, мы так включали на большом экране, вот он участвовал, читал стихотворение. Вот. В 2019 году был тоже великолепный номер. Я уже заканчиваю последний интеллектуально-речевой конкурс, звучащий марафон «Речи Цветик», тоже с публикациями совсем. По количеству участников быстренько мы посмотрим. Видите, как выросло, да, 238 участников было вот в 2018 году. То есть дети с ОВЗ, здесь участвовали дети с ОВЗ, там только дети-инвалиды, здесь дети с ОВЗ. Ну и как резюме, что вот все эти фестивали, все, что вот было организовано, разные формы организации проведения мероприятий, они предоставляют возможность родителям, педагогам, детям проявить свои способности, и родители, они уже становятся полноправными участниками образовательного процесса, они видят, что их дети – это не дети, инвалиды, за которыми надо ухаживать, а это ребенок, который может выйти с ним на сцену, или он может выкатить его на сцену, он может станцевать, спеть и схлопать. Большое спасибо, Светлана Ильгизовна. Здесь был представлен опыт по Сыктывкару, да, очень такой опыт, который сложился, уже традиционно сложился, и 8-й детский сад, который Светлана Ильгизовна проработала очень много лет, был инициатором не только фестивалей городских для детей, но и профессиональных конкурсов, и очень много идей, которые до сих пор живут. Но я могу сказать, что у нас и в Ухте есть свой опыт городских фестивалей колоссальный, и в Усинске есть свой опыт, и в Воркуте есть свой опыт. Возможно, нам как-то нужно объединиться в какой-то площадке или семинаре, где поделиться опытом работы муниципалитетов и объединиться, выйти вот такой на республиканский формат родителей и детей. Очень трудно зал найти, чтобы выйти на сцену. Ну, я думаю, что если мы внесем в резолюцию этот вопрос, да, то, возможно, нам как-то посодействуют наши органы исполнительной власти и помогут в организации, потому что это правда очень сплочает и детей, и родителей, и это такое эмоциональное, волнующее мероприятие всегда для детей, выход на сцену, и удивительно, что, как правило, детки особенные, они не боятся сцены, они выходят, дарят себя, улыбаются и всегда очень активно участвуют во всех мероприятиях. Спасибо большое. Да, конечно, пожалуйста. Я бы хотела поблагодарить Светлану Ильгизовну. Мы с село Визинга, Сосельский район. Мы всегда участвуем в вашем конкурсном движении «Минуте славы» и в «Речи Цветики». Большое вам спасибо. А в этом году вы нас почему-то не пригласили. Мы не видели приглашения, и, к сожалению, вот я сейчас удивилась, увидела, думала, может, это отменено мероприятие из-за пандемии. Я хотела бы, чтобы вы нас всегда приглашали. Мы хотим быть участниками вашего конкурсного движения. Спасибо. Спасибо большое. Дальше у нас следует еще одно онлайн-подключение. С нами на связи Прохимович Наталья Витальевна, старший воспитатель начальной школы детского сада номер 1 города Воркуты. И Наталья Витальевна представит нам опыт участия дошкольных образовательных организаций в конкурсах грантовой поддержки проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров служб помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3, то, о чем мы сегодня говорили, и что является крайне актуальным, которые реализуют программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от рождения до 3 лет. Пожалуйста, Наталья Витальевна, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги, меня слышно? Да, вас слышно и видно.
Рада приветствовать участников конференции. Начальная школа «Детский сад номер 1» города Воркуты – это учреждение, в котором организовано обучение детей от 2 до 11 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, имеющих различные зрительные патологии. Идея охвата большего количества детей, имеющих нарушение зрения, подтолкнула нас на открытие на базе учреждения в 2015 году консультационного центра, главная цель которого... Так, поделиться. Вот сюда. Прошу прощения. Угу. Сейчас прошу прощения, коллеги, технически у нас неувязочки. Так, коллеги, видно презентацию? Коллеги? Да, все видно, вас слышно. Извините за технические неполадки. Итак, повторюсь. Идея охвата большего количества детей, имеющих нарушение зрения, подтолкнула нас на открытие базы учреждения в 2015 году консультационного центра, главная цель которого – объединить усилия детского сада и семьи в вопросах воспитания и развития особенного ребенка с нарушением зрения, обеспечив единство семейного и общественного воспитания, равные стартовые возможности при поступлении слабовидящих детей в школу. С 2018 года учреждение включено в Республиканский реестр образовательных учреждений, осуществляющих услуги ранней помощи родителям детей, а также гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. И это расширило спектр услуг консультационного центра для новой целевой группы детей с особыми образовательными потребностями от рождения до 3 лет и их родителей. С 2019 года, с момента начала реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей», деятельность консультационного центра в основном ориентирована на оказание помощи родителям детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в возрасте от 0 до 3 лет, а также родителям детей, получающих образование в семье. Анализ обращений в консультационный центр показал, что увеличивается потребность в оказании консультационной помощи семьям, имеющих детей с особыми возможностями здоровья, имеющих детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные организации и имеющих детей с различными проблемами в состоянии здоровья, поведения и развития. Расширение категорий потребителей услуг и удовлетворение запросов граждан требовало от нас обновления содержания деятельности нашего центра, повышение профессиональной компетентности педагогических работников и улучшение материально-технических условий. Изучив документацию конкурсного отбора на предоставление в 2020 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров помощи родителям детей дошкольного возраста, педагогическим коллективом было принято решение об участии в конкурсе. Участие в обучающих вебинарах и оказание консультационной помощи, проводимой организаторами, позволило нам качественно подготовить конкурсную документацию и разработать и представить инновационный проект «Центр консультативной помощи родителям детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями «Мы рядом». По итогам конкурсного отбора нашему учреждению был выделен грант в сумме 1 миллион рублей. И в соответствии с условиями конкурса в период с 3 августа по 31 декабря 2020 года успешно реализован инновационный проект, разработанный в соответствии с лотом 3 конкурсной документации, модель оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы с родителей законных представителей с детьми дошкольного возраста, в том числе с детьми с ОВЗ и инвалидностью. На начальном этапе реализации проекта было организовано обучение 4 специалистов: учителя-логопеда, учителя-дефектолога, инструктора по физической культуре, тьютора, привлекаемых в качестве исполнителей услуг консультационного центра по вопросам инклюзивного образования и оказания консультационной помощи родителям, воспитывающих детей с различными образовательными потребностями, и оказанию им информационно-методической помощи. На следующем этапе реализации проекта были изучены нормативные акты муниципального, регионального и федерального уровней, проведен анализ содержания имеющихся локальных актов и обновлена нормативная база документов, регламентирующих деятельность центра. Перечень локальных актов, уважаемые слушатели, представлен вашему вниманию на слайде. Для эффективной реализации целей проекта и обеспечения преемственности заключены договора взаимодействия с различными организациями. Вы их также видите на слайде. В
В целях обеспечения доступности услуг центра расширен формат оказания услуг. Это и введение отдельной телефонной линии для оперативного консультирования, использование дистанционных технологий и волонтерской помощи по оказанию консультационной помощи родителям. Сетевое взаимодействие и социальное партнерство с организациями города по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями. Волонтерская помощь специалистами центра была оказана получателям услуг адаптационного центра УМКА-0+, для матерей с детьми от 6 месяцев. Специалисты центра приняли участие в проведении нескольких занятий. Информация о деятельности консультационного центра размещена на официальном сайте нашего учреждения в сети интернет, где создана, функционирует и постоянно обновляется страница «Консультационный центр». В целях более эффективной работы с семьей убеждаем родителей в необходимости присутствия работы на приеме. Проведение диагностирования ребенка и составление индивидуального маршрута консультативной помощи позволило сделать консультационную работу системной, а не разовой, и таким образом увеличить количество повторных обращений. Средства гранта позволили привлечь воспитателя в Центр для организации присмотра и ухода за ребенком, игровой деятельности в зоне ожидания в период проведения консультационной работы с родителем. Это позволяет делать комфортным прием родителя и обеспечивает социальную адаптацию ребенка. Изменение формата оказания услуг центра позволило существенно увеличить охват семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с различными заболеваниями. Данные, характеризующие положительную динамику охвата семей, представлены вашему вниманию на слайде. В 2015 году потребителями услуг было 62 семьи, то в 2020 это уже 2143 семьи. Обращаю ваше внимание на увеличение детей, имеющих различные заболевания. Выявлению семей, нуждающихся в консультационной помощи, и увеличению количества услуг способствует профессиональный обмен информацией в рамках заключенных договоров о взаимодействии с образовательными учреждениями города и Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Специалисты нашего центра оказывают услуги родителям, посещающим другие образовательные учреждения города. Практика проведения ежегодной информационной акции «Приходите в детский сад», направленной на привлечение контингента детей в образовательные учреждения, также позволяет привлечь внимание граждан и увеличить охват детей услугами нашего центра. В ходе проведения акций среди населения распространяются рекламные буклеты о деятельности. Изучение социальных запросов помогли определить тематику онлайн-мероприятий для родителей. В период реализации мероприятий гранта специалистами центра проведено 11 онлайн-вебинаров, 3 на федеральном уровне и 8 на региональном. Профессионально значимый практический опыт специалисты центра получили в ходе участия в онлайн-мероприятиях, проводимых Республиканским консультационным центром. Это возможность получить новые знания и поделиться своим опытом с коллегами. Одним из условий грантов является оценка эффективности деятельности центра потребителями услуг. Родителям предлагалось оценить показатели развития детей до обращения в консультационный центр и по результатам его посещения. Исходя из анализа результатов анкетирования, 100% родителей, которые обратились за помощью, удовлетворены качеством предоставления услуг и считают, что деятельность специалистов центра позволила повысить нормативные показатели развития их ребенка. Анализ деятельности учреждения и реализация мероприятий гранта посредством использования средств гранта позволили увеличить охват семей, имеющих детей с ОВЗ и инвалидностью, услугами центра. Общее количество услуг, оказанных специалистами центра, составило 2254 услуги. Всего 2141 человек получили методическую, консультационную помощь от специалистов центра. Также позволило повысить профессиональную компетентность педагогических работников учреждения и улучшить материально-технические условия, а также сформировать методическую базу. Тесное взаимодействие с образовательными учреждениями, с медицинскими организациями, специалистами учреждений и ПМПК обеспечивает преемственность по эффективному оказанию услуг ранней помощи семьям, воспитывающих детей с ОВЗ, создают равные стартовые возможности на этапе завершения дошкольного образования при переходе на новый уровень образования, а также расширяет пространство деятельности учреждений. Информация о созданных специальных педагогических условиях, доступной среде, вариативности дошкольного образования, профессиональной готовности педагогов работать с особенными детьми, которые родители получают во взаимодействии со специалистами консультационного центра, способствует повышению уровня доверия родителей к дошкольному учреждению, повышению уверенности в своих детях и их возможностях.
Таким образом, представленная вашему вниманию модель оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей с ОВЗ и инвалидностью функциональна и позволяет эффективно расходовать полученные средства гранта. Участие в конкурсах грантовой поддержки является одной из значимых форм поддержки дошкольного образования и позволяет обеспечить выполнение стратегических государственных задач по обеспечению его доступности. Спасибо за внимание, коллеги. Большое спасибо, Наталья Витальевна, за соблюдение временного регламента. Просто вот прям четко от начала до конца. Благодарю вас за ваш опыт, которым вы поделились. Вот скажите, пожалуйста, вот сегодня поднимался у нас вопрос как раз вот той категории детей от рождения до 3 лет, да, то, что является актуальным, потому что ранняя комплексная помощь для нас не секрет, является таким зеленым светом для ребенка в инклюзивное образовательное пространство. Из тех консультаций, которые вы оказывали, ну, можете хотя бы так примерно сказать, сколько там процентов или там численном эквиваленте выпало именно на этот период, от 0 до 3? От 0 до 3, секундочку. У нас было 11 детей до 3 лет, которые обратились к нам в консультационный центр в период гранта. И 2 детей были приняты в первую младшую группу оздоровительной направленности нашего учреждения, так как имели нарушение зрения и смогли получить направление врача-офтальмолога. Ну, то есть большое спасибо. При большом охвате, который вы показывали, более 2000, все-таки охват такой достаточно небольшой, да, этой категории, эта проблема актуальной остается. Да. А обращались родители вот, детей? Вот вы проводили рекламу своего консультационного центра, у вас же был грант, следовательно, вы освещали это в средствах массовой информации, в социальных сетях. Вот родители этого возраста проявляли какую-то активность или все-таки больше родители детей дошкольного возраста? Вот, повторюсь, 11 детей у нас обратились, очно, я имею в виду. У нас же еще проводились дистанционные мероприятия в рамках, в формате вебинара, где мы проводили консультационные темы, консультационные мероприятия по различным темам. И вот там вот мы смотрели списки зарегистрировавшихся участников, потому что в анкете мы просили указать возраст ребенка, его имя, вопрос, который их интересует. Вот там охват был, конечно, намного больше. 20%, вот так вот, если я сейчас вам навскидку скажу, были дети, родители детей раннего возраста. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, есть вопросы? Так, вопросов нет. Мы благодарим вас за ваш опыт, желаем вам дальнейших успехов. И у нас осталось заключительное выступление сегодня. Это у нас Гринко Татьяна Владимировна, старший воспитатель детского сада номер 1 села Визинга, представит опыт по особенностям организации деятельности с детьми с УВЗ и детьми с инвалидностью в условиях сельского детского сада. Пожалуйста. И в этом году мы внесли изменения в устав учреждения, и у нас не будет работать группа комбинированной направленности. В группе будет осуществляться совместное образование. И 4 детей с инвалидностью. Одного ребенка сопровождает ассистент. В основном это дети с нарушениями речи, дети с задержкой психического развития, дети с множественными нарушениями. Педагогами разработаны адаптированные программы, которые мы берем из примерного реестра программ, адаптируем, перерабатываем, индивидуально-образовательные маршруты, СИПР. В учреждении работает 13 педагогов, из них старший воспитатель, учитель-логопед, музыкальный руководитель, воспитатель по физической культуре, учитель-дефектолог, а также медицинский персонал,
У нас есть врач-педиатр, физиотерапевтическая медсестра и медсестра-массажист. С сентября 2020 года на базе нашего детского сада открылся и функционирует консультационный центр по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, законным представителям, воспитывающим детей от 0 до 8 лет, раннего и дошкольного возраста, детей с проблемами в развитии, детей с инвалидностью и детей, не посещающих дошкольные учреждения. Центр открыли за счет финансирования местного, республиканского, федерального бюджетов и участия в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». Наш консультационный центр также единственный в Сысольском районе, и к нам обращаются родители с других детских садов села Визинга, а также родители Сысольского района. Наш специалист, учитель-логопед, обследует детей старшего дошкольного возраста все сады села Визинга и также выезжает на обследование речи в район. В консультационном центре работают специалисты, учитель-логопед, учитель-дефектолог, старший воспитатель, медсестра, физиотерапевтическая медсестра. В этом же помещении и проводит занятия учитель-дефектолог. С сентября 2020 года в центр обратились 62 семьи, обращаются в основном за диагностикой, за консультацией. Чаще родителей направляют педагоги, если замечают особенности в развитии детей, иногда обращаются сами родители. По рекомендации комиссии ПМПК в центре занимаются ребята со всего Сысольского района и села Визинги 2 раза в неделю. В кабинете учителя-дефектолога имеется много современных развивающих пособий для занятий с детьми. Это вот проведу вам небольшую экскурсию по консультационному центру. Это фибердуш «Солнышко», акустическая тактильная панель, сенсорный уголок, сенсорный ящик. Это пособие знакомства с цветом, световой планшет для рисования песком, детский учебный игровой терминал «Волшебный экран». Кабинет учителя также оснащен новым оборудованием для занятий с детьми. Это логопедический комплекс «Антошка», световой планшет для рисования песком, логопедический тренажер «Дельфа-М». С какими же мы трудностями сталкиваемся, работая в условиях села? В заключение комиссии ПМПК нет конкретных рекомендаций для педагогов по организации работы с детьми ОВЗ. А так как у нас в районе очень мало специалистов, это вызывает, конечно, сложно, это очень усложняет работу педагогов, уходит много времени, чтобы разобраться, какую же конкретную помощь нужно оказать ребенку, какую конкретно образовательную среду нужно создать. Приведу пример из практики. Вот 2 наших воспитанников с инвалидностью с родителями ездили в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт Бехтерева и в Московский благотворительный фонд Downside Up и привезли подробные рекомендации для разработки программы. Был даже представлен список игр, упражнений для работы с детьми. И это, конечно, очень помогло воспитателям начать своевременную коррекционную работу с детьми. Также мы не испытываем проблем при работе. У нас вот есть 1 ребенок Даун, так как сотрудничаем с благотворительным фондом Downside Up, которые обеспечили нас бесплатно методической литературой. И мы имеем возможность просматривать на данном сайте вебинары, статьи. То есть возник вопрос, мы знаем, где найти ответ. Конечно, хорошо было бы получать такую помощь от специалистов, от комиссии ПМПК для каждого ребенка с особенностями в развитии. Ну, конечно же, всем известная проблема – это недостаточное финансирование. На данный момент у нас имеется все необходимое для работы с детьми с особыми образовательными потребностями, но каждый год приходят дети разные. Для них вновь нужно создавать особые условия, закупать новые пособия, и в этом состоит сложность. Также следующая проблема – раньше состав детей мы знали в июле или в августе, сейчас же иногда в течение учебного года могут появиться дети ОВЗ, дети с инвалидностью, которым нужно организовать особые образовательные условия, разрабатывать АОП. Допустим, вот сейчас месяц май, когда мы хотим подводить итоги, а у нас снова появляется ребенок с особыми образовательными потребностями, нужно садиться разрабатывать адаптированную программу. Татьяна Владимировна, Да. конечно, у нас завершается время, я не знаю, для меня это все прошло на одном дыхании, у нас, оказывается, я прошу прощения, Дюна, есть еще Евгения Валерьевна, которая в перекличке опоздала, наверное, задержалась, и поэтому...
И вот вы знаете, по тем вот проблемам, которые мы видим на слайде, так подвести, во-первых, меня очень впечатлил ваш состав специалистов. Такому Для села, составу да? специалистов позавидует городской детский сад любой. Ну, большинство так точно. Да? И по инфраструктуре, которая у вас есть, и по пособиям, и по информационным коммуникационным технологиям, да, вы вообще очень хорошо живете. Ну да, то есть, но стоит отметить, что мы единственный такой детский сад по Сысольскому району. Вам то есть очень к нам повезло. приезжают ребята из других детских садов, со всего Сысольского района, а детей у нас 804. Ну, да. В районе, я хочу сказать. Есть над чем работать. Да. Вот, к сожалению, Наталье Владимировне нужно было убежать. Вот по поводу ПМПК у нас вот буквально в конце апреля состоялся семинар совещания по деятельности ПМПК, очень продуктивный. И сейчас вот идет проработка написания заключений психолого-медико-педагогических комиссий, которые будут четко определять и рекомендации, и направленность программы. Да, поэтому вот эта проблема, она решается на республиканском уровне, обсуждается, и вот действительно это серьезно сейчас такой вопрос поднимался, поэтому это у нас, так скажем, в процессе разрешения. С финансированием помочь не можем, если только вот обратитесь в некоммерческую организацию, они расскажут вам, как зарабатывать гранты, да, куда можно обращаться. Да, мы пробовали участвовать, но, к сожалению, это не удалось. колоссальная нагрузка, да. Но вот что касается родителей, сегодня мы уже этот вопрос поднимали, но, к сожалению, менталитет у нас все-таки имеет место быть, а вот переполненность групп это и в городских садах тоже есть, а вот неготовность воспитателей, это что значит? Неготовность воспитателей, но так же, как родители не сразу как бы принимают своего ребенка, да, также и воспитателю требуется время, чтобы подготовиться. Ну, это понятно. Не Когда совсем нельзя сказать, что не готовы, да, Да, потому да, что да. при таком штате специалистов, как у вас, воспитатель в шоколаде. Есть воспитатели, которые просто боятся вот, приступить к работе, боятся ошибиться, боятся тревоги, да? Понятно, что у нас большинство воспитателей это стажисты, которые вскользь знакомились с коррекционной педагогикой, и поэтому в этом есть некая сложность. Но в большинстве педагоги готовы работать, но при помощи администрации, специалистов. Спасибо, Татьяна Владимировна, Да. вы нас очень впечатлили. Правда. И спасибо. я еще предоставляю слово Евгении Валерьевне с очень таким актуальным выступлением. Я надеюсь, она будет очень краткой, да, и прошу прощения, что так вот на перекличке не увидела ее. Евгения Валерьевна у нас педагог-психолог детского сада номер 69, и она предоставит вашему вниманию рекомендации для педагогов дошкольных образовательных учреждений, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра. Да, проблема для меня была актуальна, когда я пришла 2 года назад работать в сад, где функционировали 2 компенсирующие группы, да, то есть это группы СТНР, и также в общеобразовательных группах я столкнулась с тем, что были 2 ребенка аутиста. Я увидела неготовность свою прежде всего, я начала всячески самообразовываться, я попросила помощи у нашего центра, пришла Разговорова Татьяна Александровна помогла, да, прям вот практически показала, то есть это не теория, а действительно практика и мне, и воспитателям вот этих групп общеобразовательных, как работать с ребенком. Но при этом всем у нас большой коллектив, да, и то есть не факт, что завтра, например, может прийти в любую из групп ребенок с таким диагнозом. И я разработала данные рекомендации и провела семинар для воспитателей. Во-первых, я дала понятие, что такое аутичность, да, что это означает крайние формы нарушения контактов, уход от реальности в мир собственных переживаний. Симптомы аутизма назвала, что есть трудности в общении, социализации, неспособность установления эмоциональных связей, нарушение речевого развития, аномальное развитие всех областей психики. Да, это и восприятие, и моторики, и внимание, и памяти. Я рассказала о поведении детей с аутизмом, что для них характерно, это стереотипность, да, многократное повторение движений,
кружение на месте и так далее, что это может повлекать за собой еще и деструктивные формы поведения, это агрессия, крики. Как раз-таки в нашем детском саду один из детей-аутистов, он как раз кусался, да, и тут проблема стояла такая, что и воспитатели не могли никак с этим справиться, и родителей туда вовлекали, так как родители между собой конфликтовали, укушенный ребенок и ребенок, который укусил. То есть, кроме того, ребенок может утрачивать ранее приобретенные социальные языковые навыки. Вот, да, родительница приходила, говорит, раньше он мне улыбался, да, был контакт, но потом это исчезло. Я рассказала о причинах аутизма, не буду зачитывать, все знают, да, и как он появляется, что может быть заметно это у грудных детей, что ярче это проявляется после года, и более очевидным это становится к 2-3 годам, когда ребенок уже непосредственно начинает общаться. Рассказала, что можно посмотреть даже воспитателям легкую диагностику, ну, пронаблюдать. Я говорила о том, что если родители вас все-таки предупредили, да, что у них стоит уже такой диагноз, не забывайте, что нужно обсуждать с родителями, не закрываться, общую стратегию поведения вырабатывать, выяснять у них способы, которыми они пользуются в тех или иных проблемных ситуациях. Ну и, конечно же, договариваться о способах взаимодействия. Это и о времени, и о встречах индивидуальных. Если же родители не предупредили о таком диагнозе, да, ни в коем случае не навешивать ярлыки, что ваш ребенок аутист, что у вас такой синдром. Помнить, что диагноз имеет право ставить только врач-психиатр, о чем мы уже сегодня говорили. Да? Ну, не буду все остальное зачитывать, можете пробежаться взглядом. Я и также рассказала им, какие лечебно-коррекционные мероприятия для детей с аутизмом существуют и где они проходят, что родители данных детей могут обратиться в территориальную поликлинику, что к детям подходит только индивидуальный подход, нет каких-то занятий, которые только вот давать, то есть через индивидуальный подход и через поведенческую терапию. Сказала, что ребенок с аутизмом, как и всякий другой ребенок, это индивидуальность, поэтому нужно учитывать специфические реакции ребенка и на их основе маленькими шажками выстраивать обучение. Необходимо заниматься с ребенком каждый день, и садик — это первая ступень образования, поэтому это очень важно, то есть не оставлять ребенка этого без внимания в группе. Рассказала о том, что такое инклюзивное образование, ну и основные правила работы с детьми раз. Рассказала, что нужно принимать ребенка таким, какой он есть, исходить из интересов ребенка, строго придерживаться режима дня и ритма жизни ребенка, обговаривать это с родителями, потому что в нашем случае ребенок действительно переутомлялся, это была младшая группа, и мы сократили немножечко день пребывания ребенка в детском саду, и ему стало намного комфортнее. Нарушение речи, да, какие происходят, обозначила, что семантика, она преобладает, рассказала о примерах, что если у ребенка есть вот именно это нарушение, да, мама может сказать: держись крепче, и ребенок просто отпускает руки, что он понимает все буквально. Также рассказала о нарушениях поведения и о способах их преодоления. Я говорила воспитателям, какие функции поведения, что ребенок это не просто так делает из того, что вот, да, у него какие-то отклонения, он хочет либо получить желаемый предмет или действие, избежать неприятного, привлечь внимание, да, проявить эту аутосимуляцию для успокоения. Рассказала, что аутосимуляция очень свойственна детям и зачем она нужна. Вот. И далее мы уже прошли к такой теме с ними, что как организовывать пространство, как организовывать деятельность с ребенком, аутистом. Здесь видите, да, что чаще всего пытается, почему чаще всего ребенок пытается уклониться от определенных занятий в детском саду, да, или заданий. Может быть, они слишком трудные, длительные, неинтересные и так далее. Вот. И что можно сделать, да, чтобы все-таки привлечь? Рассказала о процессе, что самое главное, первое, это установление эмоционального контакта, что можно воздействовать такими способами, как мыльными пузырями, мячами. Да. Второй этап — это все-таки идет формирование навыков учебного поведения. И третий этап — развитие познавательной сферы. Ну и тут пространство покажу, общие картинки, да, как оно должно быть упорядочено, на что должно опираться, на какие виды делиться, примеры.
коммуникативные доски, какие можно делать, и альбомы. И также как упорядочить именно весь материал, который у них есть, что он должен храниться в закрытых желательно ящиках, чтобы не отвлекало внимание ребенка. Алгоритм, какой можно выработать с детьми. Ну и время, да, организация времени, что он тоже должно быть представлено в наглядной форме. Какие способы могут быть обозначены тоже. Ну и примеры. Ну и самое главное, что я подвела в конце вот нашего семинара, что это очень важно, это взаимодействие с родителями. Семьи аутичных детей испытывают значительный стресс от непредсказуемости поведения ребенка. И в очень частых случаях этот диагноз бывает обнаружен и в 4 года, и в 5, до того времени, как родитель думал, что его ребенок совершенно нормальный, даже где-то одаренный, ему сообщают такую новость, ему действительно тяжело это воспринять. Ну и причины стресса родителя, да, это опять же внезапность и трудность установления контакта. Он хочет быть ближе к ребенку, а не поддается. Ну и специалистам также пожелала, что важно не втягиваться в споры и дискуссии с родителями, больше рассказывать о маленьких достижениях ребенка, и нужно проговаривать проблему, что вы хотите действовать с родителем сообща, то есть вы его сотрудник. Ну и в заключение хочу сказать такую речь. Люди на свет рождаются разными, непохожими, своеобразными. Чтобы других ты смог понимать, нужно терпение в себе воспитать, нужно с добром к людям в дом приходить, дружбу, любовь в своем сердце хранить. В конце я также воспитателям предоставила фильмы, которые они могут посмотреть наглядно. Да? Кстати, в институте первый раз у вас посмотрела на парах один из этих фильмов. Вот. И, кстати, потом уже воспитатели подходили и говорили, что действительно наглядность, она приветствуется вот такая. У меня все. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Евгения Валерьевна. Да, выступление такое достаточно актуальное. Расстройство аутистического спектра, пожалуй, это такое самое спорное заключение на сегодняшний день. Да? Модное, я позволю себе это слово. Но тем не менее, конечно, это вот та категория детей, где разнообразие превышает. Да? И вот подходы, индивидуальные подходы к этим детям, это очень важно. Очень рада, что научились с ними работать. Поскольку у нас завершается время, я хочу поблагодарить всех участников площадки. Ну, на мой взгляд, у нас сложилась такая очень профессиональная, душевная атмосфера. К сожалению, мы были ограничены во времени. Для меня она пролетела очень быстро. Я думаю, что каждый получил то, чего хотел и что ожидал. И позвольте мне еще в таком сыром варианте озвучить, да, те пожелания для резолюции, которые вот сформулировали мы с вами по ходу. Я услышала в ряде выступлений о том, что не хватает кадров, специалистов в области дефектологии, поэтому одним из пунктов хотела бы внести подготовку специалистов в области специального дефектологического образования и специального психологического образования для образовательных организаций Республики Коми. Потому что специальные клинические психологи – это все-таки немножко другая специализация, в которой сейчас нуждаются и дети, и родители детей с УВЗ. Угу, конечно. Потому что, может быть, подготовка, там многие хотят учиться, а вот штатного распространения. Вот, к сожалению, в этом отношении механизмы как раз обсуждаются на других площадках. И надеюсь, что эти вопросы поднимались. И мы здесь не можем включать это в резолюцию, поскольку это не в нашей юрисдикции компетентности. Я понимаю эту проблему. Дальше. Организация сети стажировочных площадок на базе образовательных организаций, транслирующих лучшие практики инклюзивного образования Республики Коми в части методического обеспечения, работы с родителями, организации образовательной и воспитательной деятельности с детьми с УВЗ или инвалидностью. Есть комментарии, пожелания? Еще что я услышала. Я еще не закончила, Татьяна Дмитриевна. Извините, я думала, что вы уже... Нет еще. Здесь следующее. Организация межведомственного взаимодействия по разработке системы ранней комплексной помощи родителям детей от рождения до 3 лет.
потому что все-таки это должно быть межведомственное взаимодействие, и здравоохранение здесь должно сыграть ключевую роль не в аспекте оказания помощи, а локализации этой помощи психолого-педагогической на своей территории. Разработка и утверждение порядка организации образования детей дошкольного возраста с инвалидностью в дошкольных образовательных организациях с возможностью организации надомного обучения или получения образовательных услуг на дому. Не могу пока правильно сформулировать, это вот Наталья Владимировна предлагала. Внесение изменений в существующий порядок? Возможно. Вот Наталья Владимировна, к сожалению, такое предложение сказала и убежала, потому что я не, вот с этим положением республиканским я не знакома, к сожалению. Потому что есть порядок, да, нормативный акт на уровне общего образования, касающихся школьного, да, образования. И вот как раз ее предложение было... в отношении дошкольного. Да, но И это она- локальный республиканский акт, поэтому я не Да, и совсем... она предложила разработать такой же нормативный акт, либо внести в этот акт как раз в части именно дошкольного, поскольку это тоже уровень общего образования. Почему у нас охватывает только школьное, да, образование? Конечно, нам в данном случае могут парировать, потому что не обязательно, и это тоже имеет место быть. Мы имеем право... Мы предложим, да, мы внесем это предложение, а как там уже дальше решат. И тут тоже как бы такой сырой вариант, объединить деятельность муниципалитетов по организации воспитательных мероприятий для детей с УВЗ и детей с инвалидностью на уровне дошкольного и школьного образования. Вот мне опять не очень нравится, что опять выделяем только вот эти конкурсы для этой категории. Ну, то есть мне хочется, чтобы эти конкурсы были перемешаны. Да. Это начало. Да, но они уже Если много мы лет сразу возьмем, у нас получается, когда мы идем не постепенно и последовательно, получается, все это ничего. Если мы немножко выведем на республиканский уровень и на взаимодействие муниципалитетов, хотя бы вот для этой категории, дальше мы сможем уже продвигать это в инклюзивной образовательной среде. Ну там вообще такая ситуация, то есть даже когда вот эти конкурсы проводятся для детей с ОВЗ, берутся дети только с интернатов и учреждений, и я вот, например, за всю жизнь ни разу в этих конкурсах мы не участвовали, потому что мы Почему инклюзивны. Светлана Альгизовна может парировать так? Участвовали же дети из детских садов участвовали. Нет, вот «Радуга надежды», там вот это. Не могу сказать по школе, вот по детским садам участвуют все. Да. И родители, и дети, абсолютно не касается в интернатных учреждениях, в детских домах. Не доходит, во-первых, информация. Нет, я к тому, что это все равно идет между учреждениями. Если с улицы, вот я когда-то хотела эстафеты, что-то, дорогу добра, что-то такое было, ПМПК проводит. Не попадешь, вам надо заявку от организации, тра-та-та. Ну, то есть там такое. Так, Екатерина Андреевна, не вопрос, отвергаю, предлагайте, как сформулировать этот пункт. Так наоборот, чтобы все олимпиады, то есть я, например, сейчас хочу поучаствовать в олимпиаде, да, английский язык. Угу. Есть ли там условия для участия, например, незрячего ребенка в этой олимпиаде? Это уже вопрос к организаторам олимпиады. Мы не можем внести это в резолюцию как предложение. Здесь у нас получается, что у каждого муниципалитета сложился свой опыт проведения конкурсов, фестивалей, объединения родителей и детей. Нам бы хотелось, ну во всяком случае я так вижу, хотелось бы, чтобы все объединились в межмуниципальные и на уровне республики вышли с этими конкурсами. И тогда уже можно будет подключать и разные категории населения, и детей, и школ, и вот, ну как бы начать хотя бы это движение. Как раз говорилось о создании единой площадки для демонстрации творческих способностей, как раз так можно назвать детей с инвалидностью. Ну опять детей с инвалидностью. Здесь даже не то, что творческих, а да, вот именно воспитательных мероприятий. Это же воспитательный потенциал, они разные. Ну, речь шла об этом, поэтому я озвучила так, как есть. У меня закончились предложения, я готова выслушать ваши. Я не знаю, насколько это актуально, но во многих выступлениях прозвучала нехватка методических рекомендаций для педагогов, которые работают или начинают работать. Может быть, это в рамках каких-то... Вот здесь как раз у нас получается, коллеги, здесь мы сами себе противоречим, потому что 126 консультационных центров на территории Республики Коми – это очень много.
Вопрос как раз вот касался в качестве вот этого методического сопровождения, и поэтому мне кажется, что это войдет в организацию сети стажировочных площадок в аспекте методического обеспечения. Я недаром сегодня задавала вопрос, какие проблемы были с разработкой АОПов. И вот я услышала «нет», меня порадовало, но я знаю, что ко мне обращались лично и руководители, и психологи, и ну вот по личным связям обращались, приходили с заключениями по МПК, говорили, вот есть примерно, мы можем переписать, печать поставить, все, она пошла, но она будет нерабочей. Что делать, мы не понимаем. И мы садились и по заключениям писали вот это все. И я знаю, что есть образовательные организации, у которых с этим возникают трудности. Кто-то просто качает с интернета и пошло, кто-то на примерную ориентируется, но это не работает. А кто действительно садится и начинает разрабатывать, сталкивается с большими проблемами. Так вот, если у нас есть образовательные организации, у которых этот опыт есть и проблем нет, почему бы им не поделиться и не рассказать? Это нужно делать вот так. Потому что одно дело написать документ по шаблону, другое дело содержание в него вложить. Быстро, да. Существует план, который в 2021 году по дорожной карте, да, по развитию инклюзивного образования, она закончилась в 2021 году. Я к тому, что мы хотели бы выйти, ну, как общество инвалидов, с предложением по разработке региональной программы правительственной, на уровне правительства, да. Они это будут делать, да. Угу. Да. Да, я к тому, что мы тоже поддержали, потому что вот тот план, который был, да, я понимаю, я просто про то, что это вот план, который был, он же был без финансирования, то есть там вообще было ни о чем. А так-то план был хороший, но без денег, вот, ну, к тому, что да. Угу. Да. То есть, конечно, мы можем поднимать большое количество вопросов. Здесь, коллеги, не то, что мы не согласны и согласны, но у нас есть своя область компетентности, которую мы можем, ну вот, предложения, в рамках которой мы можем представлять или не можем. Поэтому и про механизмы реализации, и про финансирование, и про нехватку кадров мы все прекрасно это понимаем. Но вот это обсуждалось на других площадках, и надеемся, что эти предложения будут внесены другими площадками.